Сколько подключений у нас? Начинаем. Маша, включишь таймер? Добрый день, уважаемые коллеги, участники нашей школы ТОС. Второй день начинается. Продолжаем разговор. Как настроение? Как погода? Вопросы, предложения, замечания по поводу прошлого дня? Что хотим узнать сегодня? Мы все вопросы зафиксировали, то, что были вчера озвучены в чате. И отзывы тоже обязательно озвучу сегодня. Ну, давайте будем соблюдать тайм-менеджмент у нас, да, это очень важно, как мы вчера выяснили. Уважаемые участники, слушатели, соорганизаторы, эксперты второго дня второй школы ТОС города Якутска, я очень рада второй день от себя лично, от Единого ресурсного центра, который представляю, приветствовать всех на нашей площадке, онлайн-площадке. Надеюсь, мы будем встречаться и в следующем году уже в офлайн режиме. А свет еще можно было включить, Леонид. И давайте мы с вами все-таки перейдем, наверное, к теме вчерашнего разговора и будем продолжать с нашими уважаемыми экспертами и всеми, кто к нам присоединится сегодня. Но вчера мы узнали очень много нового. Можно отключить презентацию, потому что, чтобы было видно, еще рано. Мы вчера в нашем открытом пространстве при помощи наших уважаемых экспертов из регионов обсудили вопросы и поговорили о поддержке, о просто всевозможной поддержке и перспективах развития ТОС в городах Якутске, Пермь, Иркутск, Ульяновск. И, конечно, для нас, для города Якутска, для муниципалитетов, которые присоединились, в том числе к нам, и спасибо большое всем, кто из других муниципальных районов к нам вчера подсоединился и сегодня. Это просто неописуемый опыт, и я думаю, что мы эти практики, технологии, которые услышали вчера и о которых узнаем сегодня, мы точно сможем адаптировать, применить их на практике уже на наших территориях. Мы вчера говорили о различных инструментах развития и поддержки ТОС. Мы говорили об инфраструктурной поддержке, такой, которая применяется в Иркутской области. Мы говорили о стратегии развития территории. Мы смотрели фильмы, мы видели презентации. Кому-то презентации прокрутили, кому-то не прокрутили, но ничего страшного, все у нас получится. И мы говорили об успешных муниципальных проектах, которые были поддержаны и, надеюсь, будут поддержаны в рамках инициативного бюджетирования Якутии.
Давайте мы сегодня, и давайте про отзывы скажу, такие мотиваторы, наверное, то, что вчера наши слушатели, участники писали, как много работают ТОСы в регионах, молодцы. Вот это про главную роль ТОС, это про любовь к малой родине, какие молодцы, везде бы была такая поддержка, было бы замечательно. В адрес регионов вы удивительные, спасибо за все. А в адрес организаторов, соорганизаторов, спасибо за сегодняшний очень полезный информационный день и мероприятие. Всем спасибо, и давайте теперь уже перейдем к презентации. Вопросы будут чуть позже, в конце, согласно нашей программе, и на вопросы, которые слушатели вчера задавали, будут отвечать и спикеры, участники, эксперты, приглашенные, представители окружной администрации, представители управления Минюста РФ по Республике Саха-Якутия, эксперты ресурсного центра. Давайте следующий слайд. Да, если кто-то сегодня только к нам присоединился, я представляю Единый ресурсный центр поддержки СОНКО развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Мы созданы в прошлом году специально для развития некоммерческого сектора и поддержки различных идей, инициатив активных граждан, волонтерских молодежных движений. Но еще одна из наших задач – это администрирование грантов губернаторского конкурса. Уже второй год мы этим занимаемся. И вот такие запросы от представителей ТОС, зарегистрированных, не зарегистрированных еще, от активных граждан, от потенциальных, так скажем, будущих, наверное, сотрудников, руководителей ТОС. Эти запросы поступили в адрес Единого ресурсного центра, в котором у нас есть проектировщики, методисты, юристы и так далее. И вот запросы следующие. Во-первых, это консультации, в том числе очень много запросов по регистрации, по алгоритму, да, по процедуре. Дальше по оказанию информационных методических услуг. Дальше вы вчера говорили очень много о такой мере поддержки, как гранты, субсидия, да, то есть финансовые ресурсы в виде грантов, субсидия. И, конечно, есть запрос от наших уважаемых ТОС возможности участия на уровне города Якутска в таком конкурсе, как народный бюджет, возможность участия в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. Мы говорили о том, что такая возможность с этого года появилась, направление грантовое такое у нас есть, и, конечно, возможность участия в различных федеральных конкурсах. Также есть необходимость повышения профессиональных компетенций в части системных, правовых, финансовых знаний. Это в части управления деятельности, отчетности и так далее. Дальше вовлечение молодежных волонтерских инициатив в проекты ТОС, и мы услышали, увидели вчера примеры, когда идет объединение старшего и молодого поколения, и никто от этого не проигрывает, а только выигрывает. И еще мы для наших коллег из регионов говорили, что в республике очень развита сеть таких исторически сложившихся национально-культурных коллективных объединений под названием Тölbe. Ну, к примеру, у нас зарегистрированных ТОСов 25, а Тölbe насчитывают 1700. И это те местные сообщества, те инициативные группы, которые тоже нуждаются в развитии. И все это, мы прекрасно понимаем, будет эффективно только при консолидации отношений институтов гражданского общества, органов власти и бизнес-структур. Дальше то, чем мы будем заниматься сегодня, это очень важно, да, распространение положительного опыта, доказательных, эффективных практик.
И еще есть запросы в выходе на рынок услуг в социальной сфере, в сфере соцзащиты, да, в сфере образования, здравоохранения, культуры и так далее. И примеры у нас были вчера из города Ульяновска великолепные. Дальше, как на практике применить закон, который уже вступил в силу о государственном муниципальном заказе, тоже вопросы есть. И здесь уже вопросы, наверное, к органам юстиции о вхождении в реестр исполнителей общественно полезных услуг. И повсеместно есть потребность в создании, развитии третьих мест, соседских центров, открытых пространств. Сегодня мы тоже об этом поговорим с экспертом из города Москвы. Ну, следующий слайд можно. Это те запросы, которые поступили к нам в наш единый ресурсный центр и, возможно, в окружную администрацию тоже есть предложения. И вот посмотрим, вот буквально у меня осталось 1,5 минутки, опыт гостей наших регионов, который нам очень всем понравился, были в нашей группы НКО, в группах был очень большой резонанс, обратная связь. И посмотрите, надеюсь, мы здесь не сделали ошибки, потому что мы записывали. Ульяновская область, посмотрите, сколько зарегистрированных ТОСов, есть областная программа, есть ассоциация ТОС, которая ежегодно финансируется. И что для меня, мне кажется, вот ценно, мне кажется, это то, что эта ассоциация оказывает безвозмездно бухгалтерские и юридические услуги СММ-менеджера, проектировщиков, и есть 12 ТОС поставщиков социальных услуг. Пермский край мы видим уже многолетнюю историю, очень положительный опыт вовлечения ТОС в реализацию национальных проектов, муниципальные конкурсы, программа создания комфортной социальной среды. Существует такая технология, как внедрение паспорт социальной активности жителей ТОС, и существует поддержка бизнеса, это тоже очень здорово. Иркутская область, нам понравилось, что есть наши коллеги, ресурсный центр, где существует отдел по работе с ТОС и 6 сотрудников. Они помогают и в разработке сайтов соцсетей, предоставляют безвозмездно коворкинг-центр и свой великолепный автомобиль. И есть 60 опорных пунктов ТОС, которые предоставляют помещения с рабочими местами, оборудование мультимедийное и так далее, аппаратура и даже конфеты, то есть и сладости для проведения мероприятий. Вообще великолепно. И опыт нашей Якутии, муниципального образования Горный Улус, где зарегистрировано 5 ТОСов, где разработан и применен дизайн-код Улуса, где мы своими глазами видели, что каждый ТОС на территории Бердигистяха имеет свою локацию. Мы видели детские спортивные площадки и большое привлечение внебюджетных средств на территорию района, открытое пространство для коллективной работы с АЙДы и в плане сделать сетку точки входа неравнодушных активных граждан, представителей ТОС на базе библиотек. Вот то, что мы узнали вчера, это вкратце, да, и если где-то была ошибка, коллеги из регионов, меня, пожалуйста, поправьте, и мы переходим. Мы продолжаем. Кстати, вчера был вопрос из Иркутской области, почему не даете людям задать вопрос и так далее. Во-первых, вопросы были в чате, мы их все учли, а во-вторых, я вам просто забыла сказать, что вы сейчас одновременно присутствуете на школе ТОС, но также на зимнем марафоне. Во время марафона мы не останавливаемся. Как только закончилось это мероприятие, мы провели игру вместе с Пермским университетом, кстати, и сегодня будем играть, и завтра. То есть у нас идет онлайн-офлайн очень много мероприятий. Есть на наших страничках все ссылки, заходите, и будет интересно. Всю неделю до субботы. Значит, я с удовольствием передаю сейчас слово председателю ТОС «Деревенька» Тулунского района Иркутской области Инне Гильдебранд. Звук включите, пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Так, презентацию вы запустите, пожалуйста, я отправляла вам. Мгм. Так, ну, позвольте представиться, я председатель ТОС «Деревенька» и председатель Совета Ассоциации ТОС Тулунского района Инна Геннадьевна Гильдебранда. Живу я и работаю в деревне Булюшкино, что находится в 10 километрах от районного центра города Тулуна и в 400 километрах от города Иркутска. Так, а листать вы сами будете или мне ничего, да? Я не смогу ничего сделать. Листайте тогда. Хорошо. Хорошо. Так, ну вот идея создать ТОС возникла у нас в 2018 году. В деревне ее поддержали. И мы сразу, когда регистрировали ТОС, мы сразу делали прицел на юридическое лицо. То есть в феврале возникла идея, а 16 мая наш ТОС официально был зарегистрирован в органах Минюста. Следующий слайд. Ну, не буду я говорить высокопарных речей. Действительно, целью создания ТОС у нас являлось создание условий комфортного проживания на территории ТОС, то есть территории деревни. Потому что на момент создания ТОС у нас абсолютно не было никакой инфраструктуры отдыха, развлечений, спортивной и так далее. То есть это было очень большой проблемой, которую, в принципе, мы решили решать с помощью вот инструмента ТОС. И когда создавали ТОС, у нас первый такой проект пилотный был, ради чего мы все и сплотились, это создать детскую площадку. То есть у нас была конкретная цель – создать детскую площадку. Все прям за это болели. Следующий слайд. Так, ну вот после создания, что я первое сделала? Первое, я пошла к официальным партнерам, ну вот вычленила, да, их из как бы так, толпы населения. Сначала партнеры были только на территории деревни, люди не понимали, что такое ТОС, люди не понимали, зачем, но вот я объясняла, убеждала, и, в принципе, руку помощи протягивали. Вот сейчас у нас 21 партнер, но я так думаю, что, может быть, кого-то я даже здесь еще и забыла. 21 социальный партнер, потому что ТОС в одиночестве работать не может. В любом случае нужна поддержка, информационная, методическая, консультационная, финансовая, любая, но поддержка. Только вместе, только консолидированно. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот за время работы нашего ТОС было реализовано 9 социально значимых для нашей деревни проектов. 2 проекта находятся в стадии реализации. Один уже заканчивается, вот один только начинается. Всего на территории деревни было привлечено с 2018 года 6,4 миллионов рублей. Это только грантовые средства. То есть мы не считаем здесь собственный вклад, средства спонсоров, доноров. То есть здесь вот только деньги грантовые. И, конечно, мы выступаем организаторами и консолидаторами любых акций. Акция у нас проходит ежегодно. Единственная в Тулунском районе она проходит ежегодно. «Вырасти свой лес». То есть, как все, в принципе, ТОСы, мы и другие активности тоже развиваем. Но все-таки упор делаем на реализации проектов. Следующий слайд. Так, ну вот здесь я кратенько распределила по годам проекты 18-19 годов, да. Парк отдыха «Детские мечты» – это вот как раз был проект пилотный, первый, ради которого-то ТОС и создавался, это детская площадка. Это мы выиграли его в областном конкурсе на лучший проект ТОС Иркутской области в 2018 году. Дальше пошло у нас знакомство с фондом Тимченко, проект «Посади свой кедр», маленький грант, прям был 20 тысяч, ну ничего, даже вот мы такими деньгами не брезговали. Ну, вот здесь вот спортивные проекты, экологические проекты. Опять повторяется парк отдыха «Детские мечты». На самом деле это проект доработанный первый. Подан был на всероссийский конкурс «Культурная мозаика» фонда благотворительного Елены Геннадия Тимченко. И то есть это был самый первый наш большой проект, 700 тысяч. Кедровый парк памяти 4 героев – это проект победитель фонда президентских грантов. На самом деле в тот конкурсный период мы подавали 5 заявок, 3 нам фонд президентских грантов одобрил, но сказал выбрать. Ну вот выбрали сохранение исторической памяти. То есть вот фактически с 18-19 года мы только начинали работать, а вот сумма привлеченных грантовых средств, ну вот видите на экране ее. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну вот как раз я здесь вот рассказывала о всероссийских конкурсах. Я, коллеги, просто здесь, так как повторяться не буду, скажу, что обратите, пожалуйста, внимание на фонд Тимченко. Фонд очень хороший, уникальный. Прямо вот дают и образовательные
возможности, я стала пожизненным членом команды культурной мозаики, пока программа работает, и у меня открываются возможности ежегодно проходить стажировку на выбор, то есть я могу выбрать и хоть куда поехать. Вот проходила в этом году в Петербурге, в Ленинградской области. Все за счет фонда и знания бесценные, то есть обратите внимание. Следующий, пожалуйста, слайд. Так, ну это вот мы все дело создаем, следующий быстренько пролистнем. То есть работаем мы с жителями. Жители очень активно поддерживают инициативы. Следующий слайд от мала до великого. Здесь вот всем миром красим. Это вот проект у нас завершился, такой яркий получился. Но это на самом деле сердце нашей деревни. Каждый житель по своему желанию, так, можно остановиться, может найти себе там применение. Но это вот как раз 20 тысяч рублей, это самый маленький. Что можно вообще на 20 тысяч рублей сделать? А мы расчистили очень огромную свалку, все силами жителей, с помощью спонсоров. То есть 9 или 11 телег мусора вывезли. Но, в общем, на 20 тысяч мы огородили большую территорию, покрасили ее, отсыпали и посадили кедры. 20 тысяч закончились очень быстро. Так, в 2019 году вот у нас грант президента был. Это продолжение этого проекта. По идее, вот мы доработали этот проект, и у нас возник кедровый парк памяти 4 героев. То есть это наши герои соцтруда. Мы со школой в партнерстве этот проект реализовывали. То есть это очень важно, когда в проекте участвуют дети. Патриотизм, да, все вот эти вот необходимые составляющие любого, в принципе, развития гражданского общества. Следующий слайд. Так, следующий. Ну, это вот мы всем миром тоже тут строим, женщины. Следующий. Это вот садим, отбоя тоже не было. Так, проект «Спорт и мир» – это проект очень такой спортивный. Это наша областная субсидия «Губернское собрание общественности» 2018 года. Вот я соврала вам, это вот как раз первый большой у нас грант был в 2018 году, в конце 2018 года. Мы работали еще только 5 месяцев. Но вот у нас этот проект, он такой был… база, прям такая база, и мы здесь очень много сделали, и также с помощью спонсоров, потому что на самом деле сумма небольшая, а сколько было проделано работы. То есть у нас сейчас вот мы заливаем и корт, у нас тренажеры появились, в принципе оборудовали мы тренажерный зал, то есть очень-очень много мы таких спортивных активностей за счет этого проекта сделали. Следующий слайд. Так, ага, тут что-то у меня тут всплывает, следующий, ага, так, ну это хоккейный корт, да. Это вот акция «Посади свой лес», о которой мы, кстати, говорим. В первый год, знаете, коллеги, очень неохотно жители в 2018 году, они присоединились, то есть была фактически школа, детский сад. А потом мы просто стали писать объявления, жители стали приходить. Просто вот жители деревни приходят и, ну, проявляют инициативу. Ну, это же здорово. То есть и очень всем нравится, все такие на позитиве уходят, прям сплочение прям населения проходит. Следующий слайд. Так. Ага, следующий. Можно пролистать. Ага. Так, ну вот экологические акции, я думаю, что всем ТОСам это не чуждо, можно остановиться. Так, вот здесь проекты распределяются у нас по 2 годичным циклам, вот 2020-2021 год. У нас большая победа «Живи хоккей», это опять у нас фонд Тимченко, но направление спорт «Добрый лед» конкурс. Тоже возьмите на вооружение. Грант 1 385 900. На эти деньги мы поменяли хоккейную коробку. У нас была силами инициативных жителей с 2007 года, ну, реконструировалась деревянная спортивная хоккейная коробка. И вот здесь мы это все сделали, поменяли тоже своими силами. Такой большой очень вклад. Театр во всем, театр для всех – это грант Российского фонда культуры по нацпроекту «Культура, творческие люди». Это вот грант этого года. В партнерстве делали мы с КДЦ. То есть вообще очень прекрасно прошел на ура. КДЦ довольная, мы довольны, жители довольны. Ну, то есть здорово. Немного новое направление – театр. Ну, тоже хорошо. Сквер спортивный – это понятно, что мы оборудовали тут спортивный сквер. Это областной конкурс. Хоккей «Стиль жизни» – это опять фонд Тимченко, программа «Добрый лед», это вот этот год уже. То есть еще почти 1,5 миллиона грант. То есть здесь мы сделали освещение, там всякие хоккейные штучки вообще прям крутые. Все мы это уже теперь имеем. Так, и семейный спортивный лагерь «Мама, папа, я, спортивная семья» – это это проект, который у нас сейчас в стадии реализации. То есть вот здесь вот за 2 года у нас сумма привлеченного финансирования составляет вот такие вот циферки, но это тоже только гранты. Следующий слайд. Почему я говорю
о том, чтобы вы обратили внимание про добрый лед, потому что вот знакомство с добрым льдом, в принципе, весь вектор развития нашей деревни повернуло вообще в другую сторону. Мы вообще не думали, что вот наше знакомство с этой программой выльется в наше такое плодотворное сотрудничество с фондом. И просто вот, не знаю, Бога благодарю за то, что меня кто-то надоумил, или я сама надоумилась подать туда заявку. Это вот наша пластиковая коробка, а фотография это с фестиваля. То есть тут открываются бонусы различные грантополучателям. Следующий слайд, я о них сейчас расскажу. Так, вот, кстати, результаты знакомства, очень хорошего знакомства. То есть вот привлечено на развитие хоккея в денежном выражении, я не буду читать, вы сами это все видите. То есть предоставили нам хоккейную форму, провели мы фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей», очень здоровский. Тут, кстати, вот после этого фестиваля у нас началось развитие событийного спортивного туризма, очень скаканула в деревне такой показатель. Ну и вот очень, что здорово, я хвастаюсь этим на всех площадках, у нас хоккейная команда детей деревни Булюшкина и соседней деревни побывала на хоккейных сборах в поселке Стрельно в этом году. То есть это тоже за счет фонда. Это 14 человек плюс тренер. А вот уже в августе нас пригласили нашу деревню, 2 соседних и поселок Бохан Иркутской области, поселок Маймы Республики Алтай. Тоже ребятишки, хоккеисты, 40 человек, 4 тренера. Побывали, увидели Горный Алтай. То есть это изумительные просто программы фонда Тимченко «Добрый лед», изумительные возможности. Ну вот просто вообще вот... Это сейчас нас этот хоккей так сплотил. Вот все родители, все дети, мы все вот варимся вместе, мы какие-то активности придумываем. Ну, то есть мы сейчас вот действительно стали командой. Вот именно почему-то произошло это вот после реализации проектов по доброму льду. Следующий слайд. Так, ну это вот фотографии, да, наши ребятишечки тут балдеют. Следующий слайд. Следующий. Так, это вот хоккейный семейный фестиваль, это вот о чем я говорю. Это отдельная заявка подается, и организации, можно пролистнуть, организации предоставляют весь инвентарь и проводится фестиваль. То есть очень интересное событие. Почему оно интересно? Потому что там бабушки, дедушки, внуки, мамы, папы выходят на хоккей. Это не профессионалы и прям совсем маленькие. У нас вот маленькому участнику 3 года было. То есть, ну, интересно. И сейчас вот эти все ребятишечки, которые поучаствовали в фестивале, которые постояли с кубком на пьедестале, минуту славы почувствовали, они сейчас все пришли в хоккей. У нас полноценная маленькая хоккейная команда создалась. И в других, кстати, населенных пунктах также. То есть это вот база такая, создается база. Ну, ТОС, естественно, у нас тут выступает в других всяких конкурсах. Инна, прошу прощения, у нас уже время, очень интересно, но, к сожалению, время. Следующий слайд, да, я могу о ТОСе своем рассказывать бесконечно, мне надо тормозить иногда. Следующий слайд. Листаем. Да, листаем быстренько пролистываем, но это вот как раз гранты, это все Алтай. И вот давайте 2 минуты я скажу про ассоциацию. То есть мы создали ассоциацию Тулунского района, ассоциацию ТОС. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы у нас некоторые ТОСы, которые не имеют статуса юридического лица и не имеют базовых знаний, могли от ассоциации участвовать также в грантовых конкурсах. Веду ассоциацию и я выступаю, ну, сейчас на территории Тулунского района как вроде ресурсный центр, то есть я оказываю полностью весь спектр услуг для сопровождения деятельности ТОС. Ну, коллеги, спасибо, извините, что тут в тайминг я маленько не вместилась. Ничего страшного. Да, вот следующий слайд, и, наверное, он закончится уже, презентация моя закончится, да, ну вот как раз цель. Ну вот, будем работать, то есть собираемся тоже ассоциацией, большие планы. Там телефончик можно оставить, наверное, вдруг кто-то захочет себе записать. Я благодарю вас, Инна, это очень интересно, и радуюсь, что Иркутская область у нас представлена в таком спектре, как город Иркутск. Сейчас у нас деревенька, да, как правильно сейчас, Белюшкина? Булюшкина, деревня Булюшкина. И какую для себя из вашего выступления я сделала записи, надеюсь, что они нам всем пригодятся, особенно при организации, при создании ТОС, что очень нужны и важны партнерские связи. Да. Это первое, что ТОС в одиночестве не может только
при консолидации усилий только вместе. И объединение, это не только партнерские связи внешние, но, я так понимаю, без объединения усилий местных жителей, от детского до нашего уважаемого пожилого населения, невозможно. И один из источников, и получается на вашем примере не один, а он такой многогранный, возможность привлечения грантов, это и фонд Тимченко, и различные направления, культурная мозаика, добрый лед и так далее. И все это возможно благодаря вот активностям, людям, лидерам, которые на земле видят, чего не хватает, что нужно для повышения качества жизни и повышения комфортной среды. И смотрите еще, ведь получается небольшой вроде бы ТОС, который активничает на территории деревни, инициирует ассоциацию и становится ресурсным центром. Это тоже точки роста и возможностей, да, выйти за пределы. Получается, на своем уровне вы территориальном, вы сейчас ресурсный центр 3-го уровня, так как вы вышли за пределы. Я вас поздравляю, Инна. Спасибо. Желаю вам больших-больших успехов и огромное количество проектов, конечно. Спасибо. Приезжайте к нам в Якутию. Обязательно. И давайте мы продолжим знакомиться с Иркутской областью. Это город Ангарск. Ирина Смолина, председатель ТОС «Старый город», поделится с нами опытом своей работы. Добрый день. Слышно, нет? Да, слышно, видно. Добрый день. Да, Привет. только на экране у меня Смолина Ангелина вышла под аккаунтом дочери. Не пугайтесь, если что. То есть, ну, у нас, конечно, попроще маленько, чем у Инны. Инну презентацию я бы еще досмотрела, хотя не первый раз уже смотрю. Все себе заметки делаю, все стараюсь все запомнить. У нас ТОС началось путь к ТОСу, к тому, что просто мы хотели поучаствовать в комфортной городской среде. Все как-то у нас не получалось. Да? И в 2018 году, конкретно это в ноябре, нам посоветовали создать ТОС для того, чтобы было какое-то преимущество участия в определенных каких-то программ, которые идут у нас федерального уровня в городе Ангарске. Вот мы начали с того, что начали проводить собрания по организации ТОСа, да, с людьми общаться на эту тему. Открылись мы сначала как физическое лицо. Выиграли сразу же в конкурсе лучший проект территориально-общественного самоуправления от Иркутской области. В городе Ангарске, к сожалению, у нас мало конкурсов, их не так много, и максимальный приз был на то время, это всего 50 тысяч, но надо было как минимум просуществовать полгода. То есть мы не могли. Нам повезло от Иркутска выиграть 115 тысяч, ну и начали задумываться. Раз в год выигрывать по 100 тысяч, да, и от Ангарска 50, ну что мы можем на них поставить? Практически ничего, потому что цены заоблачные на все оборудование, а у нас в квартале на нашей территории детских площадок, спортивных площадок не было вообще. То есть там то, что стояло, это стояло годов СССР. Так что начали мы путь со 115 тысяч, который мы выиграли от лучшего ТОСа Иркутской области. Ну и тут же начался наш путь преобразования к юридическому лицу. То есть мы сделали устав, собрали опять граждан, все проголосовали, все документы подали. Начали участвовать дальше. Но мы за пределы Иркутской области пока по конкурсам не вышли. То есть у нас лучший ТОС, губернское собрание выигран, да, а НХК, презентация, к сожалению, оказывается, я большую отправила, поэтому показать не можем. Но с 18 по 21 год мы привлекли около 2 миллионов на территорию. То есть это конкурсы АНХК. Мы подавались 2 раза в губернское собрание, выигрывали. Сначала наш приз был 250 тысяч, в этом году уже 400 тысяч. То есть лучший ТОС мы участвовали, мы выиграли 3 раза лучший ТОС. Получается, первый раз как физики, потом 2 раза как юрики уже. То есть мы смогли участвовать во всем, что было только шанс. Но вот президентский, Тимченко и Потанина пока побаиваюсь я этих, потому что я считаю, что нет такого опыта, как хотелось бы. Пока только учимся, как говорится.
Но у нас за эти, как говорится, полноценных, да, 2,5 года работы ТОС у нас появилась спортивная площадка, детская площадка. При этом у нас появились 2 спортивных комплекса, которых нету аналогов в городе Ангарске, на которых могут работать люди с ОВЗ. К сожалению, у нас есть такие дети, которые ОВЗ раз, да, и надо это учитывать, чтобы они тоже могли играть и не сидеть дома, как говорится. У нас недалеко фонд, который работает с такими детьми, поэтому мы поставили 2 спортивных площадки, которых, я повторяюсь, в городе Ангарске их нету. Они есть у нас на территории. Вот. То есть установили эти 2 площадки. Все также жители делали самостоятельно. То есть вся установка, конечно, тоже за счет жителей. То есть мы покупаем самостоятельно цемент, песок завозим, ПГС. То есть это все делается только за счет наших волонтеров ТОС. Больше никак. Сейчас, конечно, мы вышли на работу с нашим депутатом, который тоже оказывает нам финансовую помощь. Не такую большую, как хотелось, конечно, но хоть что-то. Как бы так. Вот жалко, конечно, презентация не включилась. Так же, как и мы проводим мероприятия. У нас в этом году запустилось футбольное поле. Конечно, футбольного поля как такового отсутствует, это только в мечтах, но детей мы организовали. Мы открыли свои небольшие курсы футбола. То есть дети раз в неделю приходят, с ними занимаются 2 тренера по футболу. В зимний период, к сожалению, из-за отсутствия помещений, из-за вот этого нашего коронавирусной инфекции, нам отказали в помещении, да, потому что в школу не пускают ближайшие. Это сложность. Так что ждем следующего сезона, чтобы наших деток собрали. Есть вопросы у кого-нибудь? Так как презентация не открылась. Спасибо большое, Ирина. Очень интересно, и мне кажется, не знаю, вопросов пока нет, может быть, они появятся в чате, у нас коллеги задают вопросы. Мне кажется, не надо бояться участвовать в федеральных конкурсах, абсолютно, потому что предыдущий оратор доказал, что это не только не страшно, это позитивно, это здорово. И самое главное, что это дает возможности, открываются горизонты, и футбольное поле точно появится, да, если Я надеюсь. будут, да, если у вас, видите, всегда же поступательное развитие от идеи до проекта. У вас была идея создать ТОС, и вы были как физлица, потом вы становитесь юридическим лицом, вы трижды лучший ТОС, да, на территории Иркутской области, значит, у вас, можно сказать, есть целых 3 медали, и с этим опытом у вас есть очень хорошая позитивная и положительная динамика развития и опыт, поэтому, ну, точно не нужно скромничать, и ничего, вообще преград никаких нет. И я благодарю город Ангарск за то, что ТОС старый город, это будет новый город, город солнца, Кампанеллы точно. Когда мы встретимся с вами через какое-то время на каких-то площадках. Ну, мы очень в этом надеемся. Проблема просто в том, что у Инны, она как работник еще ресурсного, да, у нее больше опыта в этом. У меня затруднения, например, элементарно идут в справочках. Иной раз наш ресурсный, который на территории города Ангарска, ну, они говорят, мы учимся, Ира, на тебе, ты у нас первый открыватель таких работ, да, говорит, у нас до тебя ТОСы, которые существовали больше по годам, они не выигрывали такого объема средств, да, я привлекла на территорию около 2 миллионов. Вот. Другие ТОСы жили за счет федеральных программ, то есть они привлекли комфортную городскую среду, да, то есть просто проголосовали. А у меня-то конкретно работа именно с деньгами, Понятно. которые с фондом. И вот как бы Да. побаиваюсь вот этих пока справочек, что я неправильно их составлю. Ну ничего, всему свое время, появится, это, как говорится, уверенность в себе.
Все будет хорошо, у вас есть Анна Бушева, у вас есть ресурсный центр в городе Иркутске, он великолепный и предоставляет весь комплекс услуг, есть целый отдел, поэтому Да-да-да. точно у вас есть все ресурсы. Я желаю и думаю, что наши коллеги все желают вам успехов, продвижения ваших проектов и развития вашего ТОСа на территории города Ангарска. Мы продолжаем. И поговорим сейчас об интересной индустрии, такой как туризм, ТОС и туризм, как это может быть связано, как это можно увидеть в проекте. И с удовольствием приглашаем Елену Дягилеву, эксперта по территориальному общественному самоуправлению, представителя администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области. Очень приятно. Архангельск на связи. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада представить опыт Архангельской области, но сегодня по одному конкретному направлению – это ТОСы туристической направленности. Можно следующий слайд? Традиционно мы поддерживаем свои проекты ТОСов, да, по вот этим вот направлениям, по 6 направлениям. И одно из них – это сохранение историко-культурных традиций, сохранение народных традиций и промыслов, и в том числе развитие туризма. Ориентировочно 18% вот здесь у нас указано, но в какие-то годы доходит до 26% проектов реализуется именно по этому направлению. Можно на следующий слайд? Сегодня у нас более 500 проектов, подаваемых на конкурс, из них порядка 370 мы поддерживаем. Четвертая часть из них – это проекты, направленные на сохранение и использование местного исторического культурного наследия, в том числе и проекты туристической направленности. В среднем порядка 10 миллионов ежегодно мы тратим на проекты по этому направлению. Наиболее интересные идеи ТОС имеют продолжение в последующие годы, и объекты становятся своеобразными визитными карточками территории. Можно следующий слайд? Надо отметить, что на сегодня у нас в Архангельской области более 1160 ТОСов, и основное, конечно, это сельские ТОСы у нас на территории, потому что в городах всего 66 ТОСов, остальные ТОСы находятся на территории сельских поселений. Я сегодня расскажу о нескольких проектах, которые наиболее известны, наиболее продвинуты в области туристической направленности и имеют свою уже аудиторию, и имеют достаточно серьезное количество посещений в год и развиваются устойчиво в течение нескольких лет. Это в первую очередь, конечно, ТОС «Уездный город», МО Сафроновское, село Яринск, который создал такой интересный проект, как «Родина матушки зимы». Дата регистрации у них 2012 год, с 2013 года они развивают этот бренд. Сейчас они находятся у нас на туристической карте России. Матушка Зима вместе с Дедом Морозом Устюжским встречала Олимпиаду в Сочи и приветствовала участников Олимпиады. И участвует в различных конференциях, конкурсах и дружит с другими городами. То есть этот проект на сегодняшний день является межрегиональным и известен далеко за пределами села Яринск Ленского района. Нужно отметить, что это удаленный район, он находится от областного центра на расстоянии более 1000 километров и даже ближе к Коми, СССР, чем к Архангельской области. За время существования ТОС реализовано 6 проектов, благоустроенная территория, установлена детская игровая площадка в парке, оформлен дворик матушки Зимы, и на сегодня это полноценная история, сказочная история, которую, в общем-то, вы можете в том числе посетить, если будет такая возможность. Но вы здесь видите, можно фотографии еще оставьте, пожалуйста. Вы видите здесь, с какой любовью все это сделано сделано руками наших тосовцев за абсолютно какие-то минимальные вложения, несколько сшито костюмов «Родине зимы», обустроен вот этот вот дом, это двухэтажное каменное здание бывшего банка, ему более 100 лет. Все, в общем-то, работает, все до единой комнаты, которые есть в этом здании, они направлены на то, чтобы привлечь туриста, чтобы заинтересовать как ребенка, так и взрослого, окружить его сказкой, окружить его чудом. И времяпровождение в этом доме, в этой родине, на родине матушки Зимы, оно оставляет, в общем, неизгладимое приятное впечатление и настраивает, в общем, на позитив. Также реализован проект «Сказки Ленского леса», обустроена территория, и много
много-много-много чудес происходит на родине Матушки Зимы. Приглашаю вас приехать вместе со своими детьми, своими семьями и посетить это прекрасное место. Следующий, пожалуйста, проект. Я поняла, что времени мало, поэтому самое основное очень быстро. Музейный комплекс Шестозерское подворье. Это Тулшастский, Виноградовский район, гораздо ближе он к областному центру, есть хорошая дорога, и можно, в принципе, из Архангельска ездить и посещать это место. Реализовано 5 проектов силами ТОС местных жителей, создана обширная экскурсионная программа. Это музей с экспозицией о жизни северной деревни, посещение музейных объектов под открытым небом, экспозиция амбары, путешествие до поклонных крестов и часовни, и история одного колодца. Вот это то, что предлагается туристам в музейном комплексе Шестозерское подворье. Проводятся также мастер-классы по ремеслам и промыслам северной деревни, хорошее ремесло веками живет, и различные досуговые программы тематические. Это место интересно не только, в общем, детям, но и взрослым. Сохранена история северной деревни, проводятся музыкальные песенные фестивали, куда съезжаются более 15 коллективов одновременно, это в летний период. И вот так вот оформлена эта деревня с большой любовью, сделана сцена, сделан, в общем, музейный комплекс, и внутри все оборудовано, вы видите, можете видеть на слайде. Ну и, конечно же, большое количество туристов приезжает в летний период, потому что это место доступно, и оно находится близко. Спасибо за хорошие комментарии. Пожалуйста, дальше. Вот вы можете видеть на слайде, это такие буклеты, ТОС выпускает наши праздники. Видите, как проходят у них фестивали «Петров день», «Крестный ход» и фестиваль «Краски осени» песенный. И здесь показаны основные проекты. Это «Поклонные кресты», «Колодец Журавль», музейный комплекс и «Часовня». Хочу сказать, что «Колодец Журавль» – это был первый проект, который осуществил этот ТОС, и его выбирали все деревни. То есть вот этот сам колодец, как его нужно сделать, да, какой он должен быть. Очень долго они обсуждали, в итоге вот он у них такой красивый, и именно журавль, непростой колодец. И это, в общем, история, которая сплотила команду ТОСа, которая объединила людей и которая, в общем, дала жизнь всем остальным проектам тоже. Пожалуйста, дальше. ТОС «Медвежий край», ну это чудесное место, сейчас это уже не 1 гектар, сейчас это гораздо больше, место, которое находится в Каргопольском муниципальном районе, это такой экопарк, где собраны тоже различные чудеса на одной тропинке, и территория экопарка сегодня, в общем-то, позволяет и детям, и взрослым путешествовать в разные какие-то истории. Вот. И, конечно же, в рамках этого проекта сделано огромное количество еще и тематических каких-то изысканий. Например, описание растений проведено, деревьев, кустарников, и эта информация систематизирована на цветных баннерах, установлена вдоль тропинок. Дети, кроме того, что они созерцают, они могут еще и почитать какую-то интересную, полезную информацию о тех растениях, которые произрастают в местности, где они живут. Конечно же, есть несколько фотозон с скульптурами деревянными, и есть несколько прямо объектов. По этим объектам проводятся отдельные туристические экскурсии. И можно показать фотографии, я их прокомментирую быстренько. Следующий слайд. Да, вот так вот нас приветствует медведь, мы заходим, он из дерева, мы заходим в территорию Медвежьего края, здесь мы видим музей Каргопольского наличника. А наличники – это то, что вам всем, в общем-то, известно, да, если люди проживают в селе, они знают, что это такое. И собрано порядка 30 экземпляров, как исторических, так и настоящих, то есть и в настоящее время наличники – это очень красиво и это актуально. Дальше вот здесь вы видите избушку Бабы-Яги, она тоже срублена самими участниками ТОСа и представляет из себя такой объект, с которым можно, дети могут, в общем-то, пофантазировать, да. И вот этот вот домик, внутри него находится ледяная комната. Участники ТОСа выпиливают на реке лед и строят фигуры. У них закуплено холодильное оборудование, которое морозит это все, не дает ему растаять. И почти 6 месяцев в году мы можем посетить эту комнату. И даже летом мы заходим туда, а там, в общем-то, лед и мороз. Это все очень красиво, это все сделано с подсветкой, это все сделано с большой любовью. Мы вас приглашаем в Медвежий край, милости просим. Там прекрасные хозяева, они
они одеваются и представляют себя медведем сам хозяин и ведет экскурсию вот в таком вот костюме. То есть приглашаем вас. ТОС «Радуга», Вильский муниципальный район. Здесь очень коротко, потому что единственное, что мы представляем фестиваль сена «Макаренские пожни». Он проводится в сельском поселении Шадринское. Собираются люди, косят траву, при этом проводятся мастер-классы, выставки, продажи изделий народного творчества, выступления фольклорных коллективов. Это такая история фестиваля «Макаренские пожни». Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот так вот, это очень красиво, привлекает молодежь. Следующий слайд. Ну, и хочется отдельно отметить Церкогорский актив, Пинежский муниципальный район, проект «Толока». Цель его — создать необходимые условия для возрождения гончарного мастерства. Мы все понимаем, конечно, что сейчас много различных вариантов домашней утвари у женщин, да? Но хочу вам сказать честно, все, что сделано в глиняной посуде, это не сравнить ни с какими другими продуктами, поэтому мы приветствуем, что гончарное ремесло у нас сохраняется, оно передается детям, и вот есть у нас в деревне Церкова, находится она недалеко от села Карпогоры, несколько женщин прекрасных, которые учат детей именно гончарному ремеслу. Можно следующий слайд? Вот, вы можете видеть эту посуду, эти прекрасные яства, которые вы тоже можете с удовольствием попробовать, если приедете к нам в Карпогоры. Надо сказать, что этот Церкогорский актив, ТОС, деревенька небольшая, но она находится на пути туристов из Веркала в Суру. Это два места в Карпогорском, в Пинежском районе, куда именно едут туристы. И вот как раз на пути проезда туристов находится эта деревня, и мы ее включаем в туристический маршрут, и там как раз можно попробовать самому сделать такую глиняную посуду, ну и, конечно же, угощают там тоже из глиняной посуды, сделанной своими руками. Вот это, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать. Коллеги, я очень рада, что дело ТОС живет, и вы такие прекрасные, и вы прекрасные такие примеры рассказываете. И мне очень приятно сегодня быть среди вас и позиционировать ТОС Архангельской области, в том числе те, которые занимаются туризмом. Это очень малая часть того, что мы делаем, то, что делают наши замечательные люди на территории. Вот. Я надеюсь, что в следующий раз у меня будет возможность, я расскажу о других наших проектах. Спасибо огромное вам за приглашение. Благодарим, Елена. Это, конечно, наверное, высочайший пилотаж из деятельности ТОСов, которые я видела в своей жизни. Это я сейчас про свой личный опыт говорю, и на себе такое замечание написала: надо ехать. Милости просим, коллеги, как только нам разрешат, милости просим. У нас проводится великолепное мероприятие, фестиваль ТОС летом, мы его проводим в Кинозерском парке. И, конечно же, если нам разрешат ездить, давайте будем встречаться, давайте будем общаться плотнее, потому что это заряжает, это дает новые какие-то видения, новые силы. Давайте дружить. Всем больших успехов. Я, к сожалению, должна бежать на совещание. Я прошу прощения, вас покидаю. Спасибо большое, благодарим. Обязательно приедем, и вы приезжайте к нам. Все, спасибо. Спасибо большое. Всем успешной работы. Благодарим. И, конечно, хочется отметить, что не только про благоустройство, да, не только про те примеры, которые мы говорили вчера, о которых знаем развитие ТОС в каких сферах жизнедеятельности есть, имеет место быть. Мы видим, что это культура, это сохранение традиций, это туризм, это то, мне кажется, на территории города Якутска и рядом наших пригородах, чего нам не хватает, и локации для встречи туристов внутренних и внешних нам тоже нужны. Вот даже сейчас к нам прилетели 3 эксперта на наш зимний марафон. Мы ищем те локации и те возможные, может быть, в будущем это будут ТОСы, куда мы отвезем наших экспертов, покажем, проведем какое-то время, возможно, на этой территории можно делать флешмобы, фестивали и так далее. И, конечно, точно в Якутии необходим фестиваль ТОС для того, чтобы развивать наше внутреннее вот территориально-общественное самоуправление,
направления, но и приглашать таких замечательных практиков и экспертов, которые могли бы поделиться, да, своим опытом. И мы продолжаем наше путешествие по Российской Федерации. Елена Жданова, спасибо большое, что вы расширили горизонты нашей географии, это точно. Я с удовольствием приглашаю Ирину Кондрашину, заместителя председателя ТОС «Высота», город Волгоград. Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас с берегов Волги. И сегодня, да, я тоже расскажу об опыте нашего ТОСа. Сейчас запущу демонстрацию экрана, если у меня получится, должно получиться. Так, если нет, то попрошу организаторов включить. Видно ли? Скажите, пожалуйста. Видно ли презентацию? Нет, не видно. Нет, не видно. Тогда попрошу включить. Она Включите, готова. пожалуйста. Угу. Так. Так, все видно. Видно? Да. Угу. Итак, да, я рассказываю об опыте нашего ТОСа «Высота», который расположен в Волгограде, в географическом его центре. Город вытянут на 100 километров, вот мы где-то посерединочке. Это частный сектор. ТОС создался 10 лет назад, сразу как юридическое лицо, и он объединил 6 улиц, это где-то 300 домов. И, конечно, как и везде, ТОСовская работа – это обо всем. Невозможно что-то исключить из работы ТОС. Это и благоустройство, и здоровый образ жизни, и старшее поколение, и дети, и патриотизм, и работа по спорту и экологии. О каждом из этих направлений можно рассказать отдельно, но я специально выбрала одно, чтобы немножечко глубже погрузиться и поделиться своим опытом. Волгоградская область вообще старейший такой опытный регион в плане развития ТОС, и он третий по количеству заявок в фонд президентских грантов. Количество ТОСов у нас, к сожалению, сокращается. Мы уже прошли эту амплитуду, когда их было много-много, еще больше, но качество все-таки остается, сильные игроки остаются. И вот перед каждым ТОСом встает вопрос, как же выживать без грантов? И сегодняшняя моя презентация и рассказ, он о том, что мы занимаемся поддержкой населения, уязвимых слоев населения, это старшее поколение, как правило, с помощью других ресурсов. Вот вы видите слева, что у нас есть сайт. Мы не сразу к этому пришли, только в 2021 году мы создали и открыли сайт, и на нем есть кнопка «Помочь сейчас». Это тот самый инструмент, с помощью которого можно собирать ресурсы для того, чтобы решать вопрос территории, но в частности помощь уязвимым группам населения. Там установлена вот эта лейка, и на скриншоте видно, что почти за год работы было собрано больше 34 тысяч рублей, сейчас уже еще побольше, и 87 уникальных доноров. Это те люди, которые пришли на сайт, сделали свой вклад и оставили свой электронный адрес. То есть они остаются у нас в базе, мы сможем с ними контактировать, выходить на связь и говорить о том, чтобы они становились постоянными нашими друзьями и поддерживали наши проекты. Если вернуться на слайд назад, да, вот я расскажу вкратце, что какие истории к нам приходят, кому же мы помогаем и как мы помогаем. И эти истории невозможно включить в гранты. Когда мы подаем на ФПГ или куда-то еще, мы же не можем спрогнозировать, что у кого-то случится беда, а она случается. И вот эти истории, мгновенно возникающие в пространстве и времени, мы подхватываем и помогаем людям. Слева представлена история погорельца, пастуха, которого люди обнаружили, он пасет стадо, он очень одет в ветхую одежду, какие-то онучи, разношенные обувь, и стало понятно, что что-то не то. И в разговоре выясняется, что у него сгорело жилье, ему нечего носить, нечего есть и негде зимовать. И тут всем миром мы скидываемся, делаем ему, утепляем беседку, чтобы он мог зимовать,
теплопушку, много чего собрать для этого человека. Но нужды бывают разные. Вот в серединке представлен улыбающийся мужчина, который моет окна в своем частном доме, и у него своя история, у него нет хозяйки, и жена умерла несколько лет назад, и он чувствует глубокое одиночество. И немножечко неловко ему, что в таком возрасте, а он не хочет жить один, он хочет и ищет спутницу. Эта история тоже была описана. Ну, справа пример вот с лежачей женщиной, которая исключена из общества просто потому, что она не может ходить, не может общаться, как все, и ей тоже нужна поддержка. Инструментом выступают истории. Да, перелистните еще дальше вот на слайд, следующий. Выступают истории, которые происходят. Вот орехи. Предыдущий слайд очень быстро промелькнул, где показано очень много-много орехов. Это история 2021 года, когда на Горной Поляне, где расположен наш ТОС, случился урожай орехов. Их было так много, они сыпались с неба, с каждого дерева. И, конечно, в первую очередь захотелось помочь тем, кто проживает одиноко, и этот урожай у него в виде 20-30 килограмм стал неподъемным грузом. В связи с ограничениями нельзя выйти одинокой бабушке или дедушке на рынок и продать эти орехи. И они, конечно, обратились в ТОС. Помогите реализовать. Перелистните дальше слайд, там уже как раз вот такие результаты. Опять же, сторителлинг или рассказывание истории становится инструментом. В соцсетях мы публикуем рассказ о том, что у нас урожай, как выглядит орех вот в этой скорлупе, как мы его собираем. Там есть фото, есть видеосюжет. И предлагаем купить эти орехи, переслать их почтой России. Нам откликаются люди, заказывают, кто 3-4 килограмма, кто 5-6, кто-то даже 10. И мы получаем первый отзыв. Хочу заметить, что отзыв пришел от человека, которого лично мы не знаем. Этот человек в сети увидел объявление, откликнулся, получил орехи и написал об этом отклик. И те, кто прочитали его отклик, захотели тоже заказать орехи. И у нас получился такой круг добра. Вот первый отзыв, второй отзыв и, соответственно, много-много заказов на орехи. Перелистните страничку, и мы увидим такие в цифрах. Да, мы увидим в цифрах, что это было 16 посылок, 63 килограмма. Сейчас мы заканчиваем эту историю, уже самые последние посылочки уходят. Урожай отправлен, все бабушки и дедушки, а их 7 человек, довольны, что ТОС и вообще неравнодушные люди им помогли. И даже не те, кто живет рядом. Те, кто живет рядом, не могли купить, потому что у них тоже много орехов. А подключается вот сообщество практически со всей России. И это замечательно, что ТОС расширяет свои границы. Он может делать больше и лучше. И если есть границы, то они только в наших головах. Перелистнем следующий слайд. Это примеры социальной помощи ТОС, которые оказывают другие ТОСы в Волгоградской области. Они все разбросаны по нашей большой области. Вот такие вот маленькие изюминки, находки. Кто-то оформляет подписку на журнал, и тогда пенсионеры могут целый год или полгода получать журнал и радоваться, что о них заботятся их же соседи. Издавать творчество своих жителей. У нас в ТОСе Волгоградске выходят такие сборники со стихами, рассказами тосовцев. Есть Тимуровский десант, кто-то еще держит это направление и привлекает молодежь, школьников помогать дедушкам, бабушкам по хозяйству. Издают календари, памятки, создают различные клубы. И вот внизу видно, стоят люди с тыквами. Это тоже один из ТОСов у нас практикует выезды в монастырь для того, чтобы помочь им собрать урожай. Там была и картошка, и свекла, и тыква, все, что сажают в монастыре. Они отдыхают, общаются между собой. Ну как, они тяжело работают, но при этом отдыхают как бы эмоционально, потому что общаются, делают благое дело, и в подарок им еще дают эти тыквы забрать с собой сколько-то. Это тоже такой замечательный опыт. И у нас в России существует коалиция «Забота рядом». Это объединение некоммерческих организаций и ТОСов в том числе, которые заботятся о старшем поколении. В эту коалицию может вступить любой желающий ТОС по всей России. Там есть поддержка, есть внутренние конкурсы и такое общее пространство, где мы делимся опытом, кто и как работает со старшим поколением, кто как помогает. И мы можем перенимать практики друг друга. Это вообще замечательная вещь. И вот сейчас запустилась акция, которая называется «Мечты невидимых стариков». Мы нашли 11 человек,
которые проживают одиноко, им некому помочь, к ним не приедут на Новый год дети, и хотелось их чем-то порадовать. Мы спросили, о чем они мечтают. Вы знаете, мечты у этих стариков совершенно незатейливые. Это не какие-то там телевизоры, компьютеры и холодильники. Нет, они просят какую-то мелочь. Кому-то хочется душистого мыла и хорошего крема, кому-то сладостей, мягких конфет, чтобы были по зубам, кому-то глазастый календарь или грелку. И вот эти вот мелочи, это все очень реально. Буквально за один вечер, написав историю о том, что есть эти 11 стариков и 11 желаний, мы получили отклик от людей, собрали уже чуть больше 4000 рублей и желание людей принести эти подарки. Вот такой вот опыт из Волгограда для вас. Следующий слайд, наверное, останется только наши координаты. Да, тоже, опять же, хочу сказать, что выход в сеть очень важен, поэтому мы держим и в Инстаграме страничку, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, ну где только нас нет. Ну и к тому же создали сайт. Когда выходит новость, она дублируется и там, и там, и там, и таким образом такой охват получается большой, и отклик от людей гораздо больше. И вот на этом же слайде наша миссия. Мне кажется, эта миссия вообще схожа у всех ТОСов России. Это объединение инициатив и энергии соседей для решения локальных вопросов и реализации интересов жителей Горной Поляны во благо России. В нашем случае это поселок Горная Поляна. Ну и все мы, конечно, с вами трудимся во благо и славу нашей Родины. Вот такой опыт от нас. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо большое, Ирина. Я думала, я расплачусь сейчас, если честно. Я кое-как себя сдержала. Но вот тут коллеги пишут, мы захотели орехов очень. Куда нам обратиться, чтобы заказать себе орехов? И куда нам обратиться, чтобы мечты невидимых стариков были реальными? Вот Да. если вы нам в чат напишите или отправите, да, у нас есть наш координатор, то мы тогда обязательно, я думаю, что здесь найдутся люди, которые тоже захотят помочь, может быть, тогда в чат написать, лучше в чат, Да, потому я что напишу не в чат. только мы. Спасибо. Спасибо, И все есть, все возможно, да. Спасибо. огромное спасибо за такой опыт, потому что я себе вот такие пометочки сделала. Значит, Волгоград и ТОСы, волгоградских ТОС, да, опыт и реальность. Это первое, про неравнодушие. Второе, найти и помочь. Это накормить. Это краудфандинг. Да, это краундфандинг, это когда эффект толпы, когда с миру по нитке мы можем собрать средства, ресурсы и сделать кому-то жизнь, да, для кого-то жизнь ярче, краше и качественнее и так далее. Это сторителлинг, когда сила коммуникаций может принести реальные плоды, результаты и чьи-то плоды в виде орехов, тыквы и так далее, и других в натуральном виде может быть переданы в монастырь людям в трудной жизненной ситуации и так далее. Это очень здорово, потому что мы часто говорим, нет денег, да, не хватает ресурсов, я такой добрый, но добра не сделал никому, потому что у меня нет свободных денег. А оказывается, все есть на поверхности, и у нас есть что в Якутии, у нас есть холод, но благодаря холоду у нас есть рыба, мясо и так далее, и мы тоже, да, можем, мне кажется, придумать такие проекты, которые будут направлены на то, что ТОС, который занимается в том числе натуральным хозяйством, может помочь тем, у кого этого хозяйства просто-напросто нет. Это тоже вот обмен ресурсами, это шеринг в том числе. То есть получается, что Волгоградская область, она показывает нам опыт применения различных технологий для того, чтобы мы с вами не проходили мимо, чтобы мы не оставались равнодушными и вместе мы оставались людьми. Мне кажется, я вот такой вывод для себя сделала. Спасибо вам огромное. Очень рада буду познакомиться с вами в Фейсбуке и где-то там еще. Сейчас вот мы по этим координатам вас найдем.
И в чате Спасибо. напишите, куда нам отправлять-то все эти наши заявки на орехи Хорошо. и как мы можем помочь. Вообще, конечно, вот это словосочетание «невидимые старики» – это сильно. Мечты невидимых стариков – это мощный проект. Да, и, коллеги, я хочу попросить, чтобы мы чуть-чуть забыли, это моя вина, все-таки продолжим регистрацию в нашем чате. Напишите ваше имя, фамилия, имя, отчество, название организации, телефон, электронную почту. Это нам нужно для обратной связи, для понимания, кто у нас был сегодня на площадке и для отправления материалов, да, по завершению нашего с вами мероприятия. Спасибо огромное Волгограду, и мы с удовольствием встречаемся снова в нашем открытом пространстве, на нашей площадке с Еленой Ждановой, которая является руководителем специальных программ Совета муниципальных образований Пермского края, членом Федерального экспертного совета по местному самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации ТОС, город Пермь и друг Якутии. Всем здравствуйте. Сегодня я исправилась. У меня один слайд. Вот. Всем меня слышно, да? Хорошо? Но прежде чем я начну, буквально, конечно, о нескольких практиках я расскажу, безусловно. Я хочу просто отрефлексировать то, что я сейчас вот как бы слышу и вижу. Во-первых, очень радостно видеть друзей своих. И мне кажется, Ольга, все участники, да, сегодняшнего, вчерашнего, да, события, мне кажется, все уже видят, что люди, которые занимаются вот территориальным общественным самоуправлением, они совершенно уникальные. И это каждый раз это лучезарные люди, которые несут свет, и это абсолютно точно, абсолютно другая энергия. И в первую очередь это энергия для, конечно же, территории самих. Потому что, мне кажется, основная такая миссия Помехи, да, какие-то? территориального общественного самоуправления – это сделать из место своей жизни, место, где хочется жить, где хочется рожать детей, как у меня один председатель ТОС говорит. Вот это вот его цель такая. Я хочу, чтобы здесь... Лена, чтобы прошу был... прощения, да? поправь, пожалуйста, микрофон. Какие-то помехи. Помехи. Да. Сделать из ТОС... Вот. Нормально? Вот так хорошо. Так держать буду. Сделать из наших городов, деревень, даже самых маленьких населенных пунктов место, где хочется жить, вот это вот такая огромная вообще миссия. И мне кажется, вот я очень счастлива Ирину видеть, Елену сегодня Дягилеву из Архангельска. Мне кажется, Оль, мы вас вот прям приглашаем в нашу вот такую уже, у нас есть уже такое межрегиональное ТОС-сообщество. У нас прошел 3 декабря форум ТОС, тоже вот Ирина был, и Вова Сидоров, и Лена, ну нет, Лены не было, значит, кто у нас, ну, не суть. Мы собираем всегда друзей, потому что мне кажется, что вот этот обмен энергией, он дает возможность нам всем, и Оль правильно заметила про сохранять человеческое, и мне кажется, ТОСы – это в первую очередь про уважение к людям, ко всем людям, без исключения. И, конечно, это про любовь к своей территории, как Вова Сидоров нам вчера всем рассказал. Он вчера звонил, всем большой привет и пожелания лучшие. Несколько слов. Почему вот мы когда-то, года 4 тому назад, придумали для себя слоган «ТОСы решают все вопросы». Мы за это время убедились в том, что это реально так. Но, конечно же, вот здесь вот я собрала просто все направления деятельности, в которых сегодня ТОСы Пермского края участвуют, реализуются и уже имеют успехи. Остановлюсь лишь на нескольких, потому что, ну, про туризм нам Архангельск рассказал, великолепные примеры. Хотя у нас тоже сейчас есть, например, ТОС, который, кстати, вот еще про один конкурс проводит Общенациональная ассоциация ТОС на лучшую практику территориального общественного самоуправления. Вот одна из практик как раз по туризму в этом году из Пермского края победила. Они проводят иммерсивные экскурсии. Сегодня об этом тоже была речь, когда люди переодеваются, да, как бы вот погружают участников в ту атмосферу, которая вот царила там 200-300 лет назад. У нас заводская культура, Строгановы, Демидовы. Вот интересная практика. Хочу сказать несколько слов про развитие массового спорта. Мы уже настроили площадки спортивные практически везде. У нас достаточно активно работают федерации и так далее. У нас возникло, особенно во время ковид,
другая абсолютно проблема. Ну, наверное, к ней все приходят. Площадки есть, а жизни в них нет. И у нас, например, сейчас уже больше развития массового спорта и вообще спортивные все темы, они проходят через проекты, которые создают пространство живое. Пример приведу. У нас есть ТОС «Машиностроитель». Они вот в этом году через конкурс «Солидарные сообщества» фонда Тимченко они реализовали проект «Комсомольская площадь. Территория общественного здоровья». Это история про то, что были приглашены тренеры по разным видам спорта, и люди имели возможность собираться. Вечером проходили лекции, например, там, от врачей, да, как с последствиями ковид справляться. Это сейчас очень важная тема. И там были психологи, и были терапевты, ну, то есть самые разные люди приходили уже. И, кстати, доктора-волонтеры появились в этом проекте, и волонтеры там по зумбе. То есть вот такие вот вещи, когда мы создаем пространство и такой подход, он обеспечивает большую устойчивость любому проекту и, конечно же, ТОС. Значит, прошу обратить внимание, что вот мы, конечно, очень активно межнациональное взаимодействие. У нас очень много проживает разных национальностей на территории Пермского края. Это одна из прям вот тем замечательных, и мне кажется, в этом есть какой-то тоже особый свет. ТОС Башкултаева, я просто буду хотя бы называть их, да, чтобы они, кстати, стали победителями тоже фонда Тимченко, вообще единственными в Приволжском округе ТОС, который является партнерской сетью. Это вообще удивительная история, когда ТОС становится организатором вообще любых форм общественного участия на своей территории. Тоже просто супер. Значит, по поводу экомышления хочу сказать и вообще вот городской среды. Эко-подход, мы сейчас вот на это очень ориентированы. У нас есть, например, в Соликамске ТОС «Клестовка», который подтянул, что называется, к себе международную компанию «Уралкалий», большая корпорация, управляющие компании, и делают простой по механике проект «Цветущая клестовка». Значит, Уралкалий предоставляет цветы, рассаду всевозможную, значит, управляющая компания призы. Но здесь самое главное и самое важное, что в рамках этого проекта проводится большая школа по ландшафтному дизайну. Потому что мы сейчас уже пришли к тому, что просто построить площадку, да, типовую, это не дает территории ощущения уникальности. И вот на это, вот на такие моменты мы сейчас уже, наши ТОС ориентируются в основном, да, в любом направлении. Будь то простая там программа там, формирования комфортной среды, или будь то проект инициативного бюджетирования, да, это все истории всегда с какой-нибудь важной историей, важной составляющей, настроенностью на устойчивость. На устойчивость территории, на вот эти связи. Ирс, вот еще раз прям тоже чуть не заревела. Большое спасибо, потому что вот эти человеческие связи, мне кажется, только они помогут нам сохранить вообще устойчивость наших территорий, регионов и нашей страны. Вот, несколько слов. Есть у меня, да, еще минуточка? Да, есть целых 3. О, класс. Про территориальный брендинг. Мне кажется, это очень важная сейчас история, да, поскольку есть все у нас возможности для развития внутреннего туризма, да. То есть, мне кажется, эту тему надо брать. Удивительные вещи происходят на наших территориях, удивительные есть места. Архангельск тому подтверждение, конечно, но мне кажется, уж точно и в Якутии, и у нас в Пермском крае это есть. У нас, к примеру, начала развиваться такая история, которая, ну, по сути, является общественным туризмом. У нас ТОСы, например, Добрянского округа ездят к ТОСам Соликамска. И вот последние 2 года вот эта практика, она просто дала удивительные какие-то, вот, простите меня за это слово, коллаборации, да, то есть какие-то проекты межмуниципальные, да, и так далее, которые нам сейчас гораздо, это очень важно, создание горизонтального сообщества. Поэтому здесь вот как бы хорошая практика. Если будет интересно, расскажу поподробнее. Мы абсолютно открыты. Вот, мы готовы прям делиться. Я пришлю, мы 4 года делаем сборник лучших практик Пермского края, «Живые практики» она называется, потому что главный наш лозунг, Оленька и все участники, в нас должно быть больше жизни, и мы про жизнь, и ТОСы про жизнь, и, в общем, Якутия, мы с вами, всегда готовы по любому зову вашему приходить. По-моему, я уложилась, Оля. Спасибо большое. Я себя чувствую такой недоброй учительницей, которая Хорошо, очень всё. сильно следит за своими учениками. Но вот Это видите, важно. для нас это важно.
У нас уже практически ночь наступила, за окном очень темно, а надо сделать еще много вещей. Да, спасибо большое, Елена. Я еще раз благодарю судьбу за то, что мы познакомились. И это вот про партнерские связи. Может быть, я бы никогда не познакомилась с Леной Ждановой, если бы я не была приглашена в ресурсный центр «Грани» города Перми, да, на конференцию. И там произошли вот различные встречи, и всегда так бывает, что люди, коммуникации, встречи, разговоры, это хорошо, но здорово, когда это переходит в практику, когда это можно применить и в жизни, когда мы видим и получаем сейчас опыт, энергию, да, любви людей к своей территории, к своим жителям, и это очень здорово. Я слежу за тем, что у нас участников становится все больше, самое главное, что их меньше не становится. Для меня, как для психолога, это показатель, что у нас интересно. И я думаю, что это второй день происходит благодаря, Лена, тебе в том числе, и благодарю за вот это соединение. Мы бы не узнали, не услышали сегодня Волгоград-Архангельск, да, если бы не произошло то, что произошло. И действительно, ТОСы, вот тоже себе записала такие, наверное, может родиться какой-то такая брошюрка, которую ТОСы решают все вопросы, да, от каждого спикера у нас какие-то интересные такие вещи, слоганы и, конечно, практики и технологии. И то, что вот мастер-классы, то, что нужно не просто мастер-класс, да, про вязание, а про наверное, про последствия ковид, то, что необходимо, когда пробона волонтерство присутствует, когда медики становятся волонтерами, реабилитологи, там, не знаю, представители спорта, физкультуры и так далее, это очень здорово. Мы на своей территории вот выезжали с единым ресурсным центром в горный район, я вчера рассказывала, в деревню, которая пострадала от пожаров в этом году, и мы видим, что есть очень большая потребность сейчас, и ТОСы это могут использовать, большая потребность в профилактике вообще выгорания эмоционального, психологического, выгорания профессионального в том числе, потому что особенно люди помогающих профессий, волонтеры, они у нас в прямом и в переносном смысле сгорели, они выгорели, нуждаются сейчас в реабилитации, в поддержке и так далее. И вот межнациональное взаимодействие, это тоже очень важно. Пермь вообще отличается, и для меня показатель действительно такого передового экомышления, потому что там все про экологичность, там никогда такую ручку не положат в набор, да, и никогда вот такой тоже блокнотик не положат. Все будет из вторсырья. Все будет такое очень экологичное, и даже сумочка, и весь мерч, все это делается с таким образом, что эта любовь уже получается не к людям, а к родной природе, да, к экологии, это тоже очень важно. И про устойчивость территорий, про устойчивость связей, все это здорово. Елена, большое спасибо. Я думаю, что мы будем продолжать вот это сотрудничество, да, эту дружбу территории и нашу личную. И с удовольствием хотелось бы не только мне одной, а представителям ТОС, и кто этим будет заниматься, побывать на ваших форумах, фестивалях и на ваших событиях. Да, спасибо большое. И мы переходим дальше к нашей следующий урок. У нас в нашей школе проведет давний друг Якутии Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», руководитель направления менеджер местного самоуправления в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Сергей Кузнецов по приглашению окружной администрации города Якутска, по-моему, уже 2 года назад был у нас в Якутске, говорил про ТОСы, говорил про соседские центры, про менеджмент местного сообщества. И это такое продолжение истории, продолжение сотрудничества. Я очень рада и, надеюсь, наши слушатели будут рады увидеть Сергея Кузнецова в нашем эфире.
Добрый день, Ольга, добрый день, коллеги. Я очень рад всех видеть. Вот, и особый привет Перми, Волгограду, Архангельску и многим знакомым улусам, которые, вот многим знакомым ТОСам якутским, которые я уже знаю, уже вижу, узнаю в лицо. Так что это очень здорово. Вот, я был 2 года назад, а потом я еще был, по-моему, 4 года назад. В общем, на самом деле это здорово. Причем я был в Якутске и летом, и зимой, поэтому я уже знаю, как это. Вот, в отличие от Перми, где я давно не был, и которая давно пропала и не проявляется. Вот, да, здравствуйте. Вот, коллеги, на самом деле это такая как бы штука, знаете, как я только что провел большое мероприятие в Хабаровске с хабаровскими коллегами, передаю им от них привет. Это такая большая важная история, что называется «Мама, я опять летал во сне». Нет, сынок, это Zoom, это сегодняшняя технология. Вот, и поэтому вот все эти большие технологии, они позволяют нам встречаться и дружить вместе, они позволяют нам охватывать единовременно большое количество хорошей информации и работать не только вот так вот сидя, вот мы в Москве, там в Якутске, в Перми, в Архангельске, а позволяет нам еще и дружить и больше взаимодействовать вместе с жителями в рамках одного ТОСа, в рамках одной территории. У меня тут есть несколько слайдов, сейчас я их, с вашего позволения, запущу. Вот, я надеюсь, они видны. Я хотел сказать пару слов про то, что сейчас модно, важно, явно и заметно. Это новая роль соседских центров. Мы, когда я был у вас в гостях, много об этом говорили, о том, чем они могут и должны заниматься. Вот на сегодняшний день соседские центры это стали полноценными точками коммуникациями и проектной работы. Не просто третье место, куда приходят люди, не просто какое-то место, где можно просто попить чай, а это еще и такой проектный офис ТОСа, проектный офис территории, где рождается много важного и интересного. И в результате получается большое сотрудничество между собой в рамках одного ТОСа между разными группами, сотрудничество с бизнесом, участие в разных национальных проектах, инициативах и городских историях. У меня в нашем районе соседский центр, он совмещен с кафе. У нас родилось очень хорошее кафе, которое сделал наш сосед. После этого оно со временем стало настолько популярным, что мы там встречаемся. Это такой наш местный соседский центр. И вот судя по тому, как мы развиваемся, сколько у нас интересного происходит в районе, на самом деле, мне кажется, что это такой яркий, интересный, хороший пример. Пожалуйста, кто будет в Москве, приезжайте в гости, с удовольствием расскажу. А вообще, соседский центр на сегодня – это очень важно и круто, такая точка, иногда даже гораздо больше, намного важнее, чем организация жителей, тот же ТОС. Следующий шаг, который я хотел бы очень важно сказать, это добрососедское просвещение. И вот сегодняшняя школа – это большой, хороший пример такого просвещения. И сегодня очень модно, очень важно для всех участников, которые работают на территории, и в первую очередь для всех тех, для кого буквы ТОС не самые чужие, это семинары, лекции, учебные курсы и повышение квалификации. Здесь я хочу сказать слово повышение квалификации, обратите ваше внимание, потому что это не просто новый шаг в работе коллег на территории. Это не просто новые знания и модная бумажка. Сегодня повышение квалификации, которые проводит и РГСУ, и Высшая школа экономики, и университет ТОС, и другие вузы, это признание опыта работы председателей ТОС, это признание опыта работы общественников на территории. И это, друзья мои, очень важно, потому что есть прямая связь с тем, что удостоверение повышения квалификации прикладывается к портфолио и помогают получать дополнительные бонусы при грантах, субсидиях, участие в различных проектах и включении в разные координационные и прочие советы. А еще здесь важно сказать слово экспедиции и автопробеги, потому что на сегодняшний день
уже много было сказано о горизонтальных связях, о взаимодействии, любви к территории. Так вот, помните, было такое словосочетание «знай, люби свой край». Вот его невозможно, как свой двор невозможно любить из окна, его надо пройти ногами, так и свою территорию, свой край тоже важно проехать, пройти, посмотреть. И очень здорово, что большинство тосовцев не сидят на месте, а имеют возможность двигаться вперед, знакомиться. И мы уже давно предлагаем эту идею таких путешествий, и вот экспедиции тосовские уже давно существуют, а мы третий год в этом, в 2022 году будем проводить автопробег добрососедский. Я надеюсь, что мы выберем в этом году интересный маршрут, и призываю вас сделать это не только такого большого межрегионального, а у себя в региональной истории это будет важно и очень интересно. Еще очень важно охват всех ключевых людей. Мы совсем недавно вместе с коллегами из коалиции «Забота рядом» участвовали в конференции, которая была посвящена пожилым людям. Я знаю, что вы сегодня о ней уже говорили. И здесь мы выяснили в рамках подготовки к этой конференции и сами конференцию, в работе с НКО, выяснили одну очень важную вещь, что, к сожалению, не меняется ситуация. Очень много некоммерческих организаций работает параллельно с организациями жителей с ТОСами. И для меня это некоторое расстройство, потому что хотелось бы, чтобы все-таки НКО, которые работают на территории, были бы вместе с ТОСами, с организацией жителей, которые работают на территории. Точно так же, как вместе должны работать ТОСы с полицией, с МЧС, с муниципальными администрациями, с управляющими компаниями и, конечно же, с самими людьми, самими соседями. Это самая важная история про ключевых людей, про актив, про то, кто у нас работает на территории и кто самый важный в словосочетании развития территории. И уж простите меня, есть такое слово устойчивое развитие. Оно сейчас у нас вместе с проектным методом очень много. И вот для того, чтобы мы активно развивались, нам нужна команда. А для того, чтобы нужна команда, в нее должны быть включены все ключевые люди. Было бы у нас побольше, чем 10 минут, то я бы еще бы сказал несколько важных моментов по этому поводу. Но вот обратить внимание на весь список, и вот это очень важные ключевые люди. А еще я хочу сказать, уделить время слову «мобилизация», и здесь обратить внимание на то, что, конечно, на сегодняшний день, спасибо современным технологиям, у нас есть много мессенджеров, мобильных приложений, программ для проведения разных встреч, общих собраний, это быстро, удобно, объективно и все остальное, но мы стали сталкиваться с совершенно противоположной важной историей. У нас есть много людей, которые уже на сегодняшний день устали от интернета и отказываются от современных технологий, и возвращается необходимость в старом доброй стенгазете или объявлении около лифта или где-нибудь еще, потому что люди начинают и продолжают пользоваться обычными кнопочными телефонами. И есть, по нашим данным, примерно по нашим исследованиям, 20% людей, которые на сегодняшний день можно просто не достать информации, если ориентироваться только на мобильные приложения или социальные сети. Хотя, конечно, это у нас есть, и этого много. А еще важно сказать слово «межмуниципальное сотрудничество». И это история про то, что мы, конечно, должны каждый развивать свою территорию, мы, конечно, каждый должны развивать свое направление, мы, конечно, должны развивать свой ТОС, но надо не забывать взаимодействовать по-добрососедски друг с другом. Это ТОСовская дружба, это дружба между муниципалитетами, это различные кейсы работы ассоциаций региональных или обязательно учитывать общенациональную ассоциацию, и это, безусловно, личные примеры. Личные примеры, которые из одного ТОСа могут быть примером для другого, из одного НКО в другой, и в итоге может получиться такая важная, хорошая, целая система. И она, вот эта горизонтальная, на мой взгляд, гораздо важнее, чем вертикальная, потому что, начиная от самого большого
на вертикальном, на федеральном уровне, опускаясь как бы до самого маленького примера в конкретном подъезде, в конкретном доме, и наоборот, начиная от самого маленького примера в конкретном доме, подъезде, двигаясь до большой федеральной. Только соединив все это, получится большая комплексная картина, потому что сегодняшние ТОСы, сегодняшние люди, представители ТОС, это участники одной большой системы. Важно сказать, что ТОСам сегодня очень повезло, потому что ни у ТСЖ, ни у Советов многоквартирных домов нету такой, ни у других соседских организаций нету такой системы, как у ТОСов, и нету такого количества встреч, нет такого взаимодействия, нет такого количества хороших учителей, поэтому здесь вот очень здорово, что у нас такое есть. И еще, друзья, я должен сказать, раз мы говорим сегодня про менеджмент местного сообщества, про инфраструктуру, я должен сказать про методические просветительские материалы. И, с одной стороны, я тут должен сказать, что появлению этих методических материалов помогают многочисленные активисты и специалисты, работающие на территориях, вот все те, кто сегодня выступает, и спасибо вам большое за то, что вы делаете, и за те материалы, которые вы выпускаете, они очень важны на федеральном и на локальном уровне, а еще наш скромный вклад, Международный день соседей, который маленький, скромный, тихий праздник, который вы наверняка знаете, может быть, даже когда-нибудь отмечали, последней пятницы мая, как бы в рамках него мы собираем интересные праздники того, что можно сделать, и вот создали такую брошюрку, я хочу о ней напомнить, называется «Мы добрые соседи», она создана в 2016 году, регулярно перевыпускается, в этом году мы тоже будем, ее можно с удовольствием использовать, и мы в рамках Международного дня соседей собираем разные интересные кейсы, фото, видео, аудио, и очень рекомендую вам делать то же самое для того, чтобы, во-первых, сохранить историю вашего ТОСа, ваше направление, а с другой стороны, чтобы было чем поделиться. А говоря про инфраструктурную историю, говоря историю про менеджмент, потому что мы считаем и действительно так, что каждый специалист ТОСа или каждый человек, работающий на территории, это абсолютный специалист, это менеджер, это уже не общественник, это уже эффективный менеджер, это уже такой важный, важная структурная боевая единица. Мы в рамках нашего направления менеджер местного сообщества и движения к новой профессии, мы надеемся, что эта профессия будет такая всеобъемлющая, и уже готовим документы в Минтруд, мы создали такую настольную книгу «Менеджер местного сообщества», которую мне любезно разрешили помахать, и о которой вдруг вы тоже уже где-нибудь слышали, но если еще не слышали, рекомендую обратить внимание. Это книга, в которой мы собрали то, что мы делаем много лет, и все технологии. Вы знаете про разные наши материалы, которые можно получить на сайте, которые мы можем прислать, с которыми мы выступаем. Вот здесь, в рамках этой книги, мы постарались собрать это все воедино, и изначально это создавалось как дополнение к нашему обучающему курсу. Сейчас это как настольная книга живет в отдельном своей отдельной жизнью, и я хочу обратить ваше внимание на это не только потому, что я хочу, чтобы эта книга появилась у каждого специалиста на территории, у каждого специалиста на столе, но я хочу обратить ваше внимание на то, что это хороший пример того, как можно в одном месте собрать много интересных материалов, касающихся вашей работы. Мы это сделали на федеральном уровне, мы это сделали то, как мы это видим с точки зрения работы, добрососедской работы с местными сообществами, и действительно там есть и теория, и практика, и хороший кейс, и много разной литературы, и я очень надеюсь, что каждый из вас может сделать подобную историю, подобные справочники, подобные книжки про свой регион, про свой ТОС, и это будет хорошим примером для других коллег. Чем больше у нас будет методических, просветительских материалов, тем оно лучше. А так, друзья, на самом деле, знаете, я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть очень много хороших, добрых историй у каждого из нас. Добрососедство является цементом хороших отношений, добрососедство является таким хорошим
примером, как можно объединиться вокруг доброго и вместе с чашкой чая решить очень много проблем. Поэтому я надеюсь на на продолжение наших встреч в школах с таким классом, с такими учителями. И надеюсь, что меня на педсовете тоже иногда будут звать и хвалить, а мы будем с нашей внешкольной работой тоже быть полезными и нужными. Вот, коллеги, у нас есть тоже одно маленькое предложение, такое в качестве домашнего задания или в качестве хорошей инициативы. Мы с удовольствием собираем разные теплые интересные истории. Если каждый из вас сделает какое-нибудь хорошее поздравление соседям с Новым годом и с Рождеством, пришлет его нам, то мы с удовольствием разместим это у себя в нашей группе в соцсетях, а потом сделаем из этого тоже какую-нибудь большую классную брошюрку, которую будем ходить и махать и рассылать всем. Спасибо большое. Пожалуйста, присылайте все адреса, вы знаете, а если не знаете, то вот у товарища директора школы все это есть. Спасибо большое всем, большой привет. Спасибо большое от директора школы Сергея Кузнецова. Выношу личную благодарность, так как вы нуждаетесь, я чувствую. Спасибо за то, что вы пришли на нашу площадку, за то, что мы продолжаем вот этот телемост с Москвой в том числе, за те методические материалы, которыми вы владеете, где их можно взять, вот эти замечательные книжки. Включите микрофон, пожалуйста, Сергею. Сейчас вам включат микрофон, и мы понимаем, что повышение квалификации руководителя и сотрудника ТОС – это не только повышение, да, профессионального уровня, но, как мы услышали, это бонус при проектировании, это поможет нам в выстраивании горизонтальных и не только связей. Ну и вот для себя я пометила, что добрососедские экспедиции – это очень здорово. Экспедиция из Якутска в Москву, например, и обратно. Да. А экспедиция с одной улицы на другую, а с одного ТОСа в другой, например, в горном районе, да. И действительно, мы все устали от интернета. И вот могу тоже сказать, что мобилизация, она иногда бывает в плане, например, праздника добрососедства, но также мобилизация показывает в экстренных кризисных ситуациях, что она очень важна и нужна, и без нее никак. И как показала практика, вот, например, в этом году у нас во время лесных пожаров именно мобилизация соседей, неравнодушных граждан, власти, общества, бизнеса на конкретной территории. И волонтерами-то становятся местные жители, и больше никто. И у нас, например, в городе Якутске был создан общественный штаб, в который не входили представители власти вообще. Инициаторами были как раз представители бизнеса, общества, СМИ и блогеры. И вот слово «мобилизация» у меня сразу навеяло нашим таким дымным летом, которое показало неравнодушие, что мы все добрые соседи, и что это не только во время праздника, да, может происходить там День варенья в Хабаровске, а это и во время просто экстренных, иногда стихийных бедствий, иногда каких-то природных катаклизм. И это очень важно нам понимать, что если мы будем дружить на берегу во время праздника, то нам точно не придется кого-то звать лишний раз, чтобы помочь в беде друг другу. Да, и вот на вопрос, поставленный директором школы, вы можете ответить, Сергей? Да, я хочу действительно сказать, что как бы на сегодня вот здесь тоже как бы включить москвича, хотя меня тут за это как бы периодически говорят, что как бы ты слишком много едешь, ты уже не попадаешь в москвича. Вот. Очень простая история, когда мы говорим когда мы в рамках разных проектов видим, что человек не просто сидит и описывает там очередную свою детскую площадку или там какую-то работу, а делает это с каким-то хорошим менеджерским проектным подходом, и это оформленный человек
учится, и человек получает какие-то вот там, не знаю, сертификаты, документы, то в рамках по различных проектах, там, грантов, субсидий хочется и возможности помочь ему гораздо больше. Это вот к вопросу, вот зачем это надо. Это как бы надо, в принципе, здесь как бы чем больше, тем лучше, потому что на сегодняшний день у наших старших товарищей Общенациональной ассоциации ТОС и у Минстроя, Минюста есть абсолютный посыл, что председатель ТОС должен быть вот эффективным менеджером, специалистом, а не просто общественником, который вот объединяет людей. Поэтому чем больше вот есть участие в проектах, подтверждение такой работы, тем лучше. И здорово, что мы можем вот со стороны Высшей школы экономики в этом помочь. Вот, это не минутка рекламы, это констатация факта. Вот. А то, что касается минутки рекламы, то можно написать к нам в любые в соцсети, добрые соседи, ставить комментарии, у нас есть много ссылок, вот, и я давайте тогда сейчас напишу, сейчас Да, вы в чат почты. напишите, тогда не будет сломанного телефона. Да, да. Тогда и, мы можем обращаться да. по, значит, заметочкам, которые сейчас Сергей отправит в чат. Хорошо? Спасибо Да. большое, Сергей. Спасибо Мы вам. переходим. Наша география сейчас, можно сказать, возвращается в Якутию. И село Майя, Мегино-Кангаласский улус, ТОС Лесная. Мы с удовольствием приглашаем Васяну Птицыну, председателя местной общественной организации ТОСа Лесная, к нам на площадку. Милости просим. Расскажите про свой опыт. Да, здравствуйте всем участникам. Во-первых, я бы хотела сказать ресурсному центру большое спасибо за такую возможность обмена опытом, богатым, тем более опытом из других регионов, из других ТОСов. Поэтому мы хотели бы рассказать про опыт нашего ТОСа, который, хотя он создан совсем недавно, буквально в 2019 году, но все равно за это время у нас, как говорится, проведено очень много работы. И поэтому ТОС Лесная у нас юридически была зарегистрирована 13 сентября 2019 года. Также она включает в себя две улицы, Нагорная и Лесная, которые протяженностью каждые 1,5 километра. На территории ТОС у нас проживают 256 человек, из них детей 82, пенсионеров 80, молодежи до 35 лет 33, работающих пенсионеров 25 и граждан среднего возраста у нас 33 человека. Актив ТОС у нас – это 8 человек, которые действительно всем сердцем, всей душой ратуют за процветание, улучшение качества жизни жителей микрорайона нашего, участвуют во всех проводимых мероприятиях. Так как микрорайон – это место, где мы живем, работаем, учимся, актив ТОС всячески старается делать все для того, чтобы улучшить качество и благосостояние каждого жителя нашего микрорайона. Что мы для этого делаем? Для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, удобно на нашей территории ТОС, мы очень трепетно и с заботой относимся к своему старшему поколению. Отмечаем юбилеи, знаменательные даты совместной жизни, например, 50 лет совместной жизни отметили. Таких дат за прошедшие 2 года было 3. На праздники также стараемся порадовать их своим вниманием в виде продуктовых наборов, овощей на осенний сезон, заготовкой льда, потому что сейчас люди у нас привыкшие, старше тем более поколение, привыкшие пить натуральную воду, а не какую-то привозную, поэтому мы доставляем во дворы лед им на зиму. Также для пожилых людей, которые по состоянию здоровья не могут выйти на улицу, сходить на какие-то праздники, организуются поздравления Деда Мороза со Снегурочкой с выездом к ним на дом, с вручением новогодних подарков. Сперва, первое время, когда мы это делали, они очень удивлялись, думали, что мы пришли к их внукам. И потом, когда мы говорили, что мы пришли именно к ним, к старшему поколению, к дедушкам, к бабушкам, они еще смеялись. Мы как дети. Вот. Очень значимым и даже волнующим для нас, как для нас, так и для всех жителей ТОС, является учреждение знака «Почетный житель ТОС Лесная».
Этим знаком награждается житель ТОС, достигший 80-летнего возраста. Решение о награждении знаком принимается на общем собрании жителей ТОС. В настоящее время этим знаком награждено у нас 2 человека. Это семья Эверстовых, которым в прошлом месяце исполнилось 85 лет и 65 лет совместной жизни. И вот на этом мероприятии мы им вручили эти наши знаки. Также наши жители микрорайона активно участвуют во всех проводимых субботниках по очистке, по благоустройству территории. Особенно хочется отметить, что именно силами наших жителей микрорайона было построено здание «Общественное пространство ТОС Лесная». Административное это здание. В общественном пространстве проводятся собрания, различные мероприятия для жителей микрорайона. Хочется отметить, что для этого, для строительства нашего административного здания мы не привлекали никаких там другие какие-то строительные бригады. Именно отрадно то, что именно жители нашего ТОС сами принимали участие бесплатно, притом, и построили такой красивый, уютный, добротный дом, где мы встречаемся, проводим все свои мероприятия, собрания. Вот как вы видите на фото, вот здесь вот мы как раз и проводим все это. Вот. С органами местного самоуправления у нас сложились очень теплые и тесные отношения, так как глава муниципального образования села Матихна Дмитрий Иванович с пониманием и великим вниманием относится ко всем нашим предложениям, идеям и всячески поддерживает нас во всех направлениях. В районе у нас ежегодно проводится грант главы села Мая для микрорайонов, у нас Тёльбе называется, направленный на улучшение, благоустройство и решение проблем местного значения в размере 1 миллиона рублей, который распределяется между 3 микрорайонами. Это первое место 500 тысяч рублей, второе место 300 тысяч рублей и третье место 200 тысяч рублей. В 2018 году тогда еще микрорайон Лесная выиграл грант в размере 200 тысяч рублей, на который в 2019 году уже ТОС Лесная вот, построила здание общественного пространства силами своих жителей. По итогам конкурса 2019-2020 годов ТОС Лесная выиграла грант в размере 500 тысяч. И на эти деньги были закуплены оргтехника для работы, насосы для откачки талых вод с улицы, которые вот, действительно это проблема для нашего населения. Для летнего водопровода также была построена будка для насоса, проведено электроосвещение улицы Нагорной, построен забор перед административным зданием. Также закуплены подарки для мероприятий, проводимых на нашем ТОСе. Если перейти к грантам, в 2021 году подали заявку на участие в грантовом конкурсе Фонда президентского гранта с проектом «Якутские национальные изделия», по итогам которого получили грант в размере 429 200 рублей. И этот проект был направлен на сохранение культурных традиций народа Саха, на изучение национальных узоров, на изучение национального шитья вообще в целом. На средства гранта было закуплено швейное оборудование и открыт цех по пошиву национальной одежды, где с радостью у нас занимаются наше старшее даже поколение и среднее поколение. А также мы туда привлекаем еще детей, чтобы они с детства знали все азы нашего национального шитья. На данный момент мы отправили 2 гранта, 2 проекта, то есть на грантовый конкурс Фонда президентских грантов Российской Федерации. Это проект «Нет талой воде», направлен на решение проблем талых вод в весеннее время на территории микрорайона, а также проект «Добрые соседи», который направлен на укрепление взаимоотношений между жителями микрорайона, воспитанию молодежи и детей, уважение к старшим и проявление заботы к пожилым людям. В планах у нас на будущее это постройка детской площадки и установка уличных тренажеров. За счет спонсорских средств. Еще хотелось бы отметить то, что
Ну, есть такое, иногда возникают такие вопросы у населения, например. Изменилось ли вообще качество жизни людей после создания ТОС? Да, конечно, изменилось. Безусловно, изменилось, потому что возросло доверие внутри микрорайона. Люди как-то сплоченнее стали. Они как-то свои вопросы, научились решать свои вопросы. И со своими проблемами они обращаются ко всем нам, ну, то есть к активу нашему, которые со всем рвением, таким, с чисто пионерским энтузиазмом берется за то, чтобы решить все эти проблемы, потому что нам кажется, что это мы делаем для себя, потому что мы все же тоже когда-нибудь, да, как говорится, постареем. Поэтому мы хотели бы, чтобы, как говорится, каково ваше будет отношение к людям, таков будет ответ их к вам. Поэтому мы стараемся держаться такого принципа, чтобы все люди должны относиться друг к другу добрососедски и добродушно. Вот. ТОС «Лесная» у нас очень люди... Сперва, да, у нас в селе Майя, сперва, когда мы только начали создавать ТОС, люди говорили, а где этот ТОС-то? А что это вообще ТОС? И что вообще означает ТОС? Ну, а потом, когда мы уже так выиграли эти гранты, когда как-то начали нас узнавать, когда у нас сайт появился, и мы там стали свои выкладывать там фотографии, видео, они стали уже нас узнавать, это ТОС, который выиграл. Вот так вот, как будто мы этим только и заняты. А так, потом, когда уже люди уже стали говорить, да, мы ТОС «Лесная», с такой гордостью, что вообще даже нам самим хорошо стало слышать это. И очень хорошо, как говорится, создание ТОСов, это, конечно, есть свои какие-то препоны такие, но их можно еще обойти, как-то их можно уже научиться. Поэтому создание ТОСов – это отлично. Все, спасибо вам всем за внимание. Спасибо огромное. ТОС «Лесная» – это село Майя Мегино-Кангаласского улуса. Вот сейчас мы стали свидетелями положительного и позитивного, так скажем, с пионерским энтузиазмом и рвением, да, опыта именно на якутской земле есть такой ТОС, который действительно не так давно создан, но уже имеет очень мощный опыт в краундфандинге, с мира по нитке построить дом для того, чтобы была крыша, да, под которой делаются добрые дела и собираются добрые соседи. Это очень здорово, я считаю. Это говорит, это еще говорит о том, что у нас есть все-таки свои особенности природно-климатические, где на улице особо зимой-то не соберешься, и каток у нас будет тоже только в определенное время действовать. Потом все-таки становится холодно. И вот тоже, наверное, коллегам из регионов было интересно узнать, такая интересная услуга и востребованность у нас есть, это заготовка льда на зиму. Да, вот действительно у нас в деревнях пьют лед, настоящий живой лед. Нужны дрова, нужен лед и так далее. И когда наше старшее поколение уже действительно, у них нет ресурсов, тогда на помощь приходит ТОС. Это очень здорово. И ваш вот этот подход, что вы это делаете для себя, все, что вы делаете, это очень здорово, потому что и то молодое поколение, которое растет в селе Майя, и не только в вашем ТОСе, они видят это, учатся, и действительно очень важно, чтобы все было для людей, чтобы мы стали добрыми соседями. Я вас благодарю. Еще одна национальная особенность у нас тоже есть, и это передается из поколения в поколение, это пошив одежды с элементами, да, национального шитья, и это тоже очень здорово, это тоже такая энергия, которая заряжает, одежда, она согревает, и это очень важно. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов, вашему ТОСу в проектах «Талые воды» и «Добрые соседи». Вроде они никак не связаны, но одно зависит от другого.
Да, Да. спасибо большое. И мы как раз сейчас, о чем предыдущий оратор сказал, давайте мы узнаем о том, как все-таки предотвратить все препоны для регистрации Да. такой организационно-правовой формы, как ТОС. И я с удовольствием приглашаю к нам на площадку Саину Лаптеву, ведущего специалиста, эксперта отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Поговорим о создании регистрации ТОС. Сразу после этого готовьте свои вопросы, а после этого будут ответы на вопросы юристов окружной администрации города Якутска, Единого ресурсного центра и управления Минюста. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые представители некоммерческих организаций. Меня слышно, видно, да? Да, видим презентацию. Ага. И вас Так, видим. сегодня я расскажу о создании ТОС и о регистрации. Так, в соответствии со статьей 27 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ТОС у нас регистрируется в форме некоммерческой организации. В соответствии с Гражданским кодексом организационно-правовая форма – это у нас общественная организация. Можно выделить 3 этапа создания ТОС. Так, первое – это проведение учредительного собрания. Учредителями являются лица, принявшие решение о его создании, формировании органов управления и утверждении устава, проживающие в пределах территории создаваемого ТОС. На втором этапе ТОС подлежит государственной регистрации в соответствующем органе местного самоуправления. И с этого момента ТОС считается созданным. Так, на третьем этапе для приобретения статуса юридического лица ТОС может обратиться в территориальный орган Минюста России с пакетом документов. Да? Так, что входит, какие документы требуются для создания ТОС? Во-первых, это у нас заявление по форме R11001 в 2 экземплярах. Один экземпляр заверяется у нотариуса, если документы направляются почтовым отправлением. Либо если сдает другой человек по доверенности, то в этом случае заявление тоже заверяется у нотариуса. Если заявитель лично сдает документы, то заявление не заверяется у нотариуса, он должен с собой принести паспорт для удостоверения его личности. Так. Потом устав в 3 экземплярах. Страницы все должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя. Дальше это у нас решение учредительного съезда, либо конференции, либо общего собрания, содержащие сведения о создании юридического лица, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органа. В 2 экземплярах, один из которых должен быть подлинником, либо 2 экземпляра должны быть подлинниками. И кроме того, это у нас госпошлина в размере 4000 рублей. Госпошлина не уплачивается в случае представления документов в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг. И в этом случае заявление формы R11001 не заверяется у нотариуса. Но для этого у заявителя должна быть цифровая электронная подпись, чтобы подать электронные документы. Так. Потом формы документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации, утверждены приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года. Так, после поступления документов в управление к нам, срок рассмотрения документов – это 29 календарных дней. Затем, в случае вынесения положительного решения, мы направляем в налоговую службу. Там в течение 5 рабочих дней вносят в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ТОСе. И затем нам отправляют документы, где мы уже готовим свидетельство о государственной регистрации и заверяем устав. Затем уже выдаем документы организации.
Так, все формы заявлений размещены у нас на официальном сайте. Это to14.minjust.gov.ru, сайт управления. Еще хочу отметить, какие особенности, да, у создания ТОС. Так, должны выступать не менее 3 учредителей, один из которых выступает заявителем. Кроме того, наименование должно содержать организационно-правовую форму, то есть общественная организация. Характер деятельности – это будет территориальное общественное самоуправление и территорию, в пределах которой создана ТОС. Так, затем территория, в пределах которой создан ТОС, подлежит указанию в уставе организации, то есть в уставе ТОС. Так, и как можно подать документы? Документы подаются лично по предварительной записи в кабинете «Стол» у нас. По номеру предварительно нужно будет записаться, по номеру телефона, да, отдела. Также можно подать документы электронно через портал государственных и муниципальных услуг в случае, если есть у заявителя электронная цифровая подпись. И также можно отправить почтовым отправлением в адрес управления. Так. Ну, для консультации можете обратиться в отдел по делам некоммерческих организаций управления Минюста по номеру 42 58 34. Еще хочу отметить про обязанности, да, вообще всех некоммерческих организаций, в том числе ТОС. После регистрации у некоммерческой организации есть обязанность предоставлять ежегодно отчет в управление Минюста до 15 апреля. В этом году из-за пандемии срок был продлен до 15 июля. То есть, если вы зарегистрируетесь в этом году, в 2021, то вы нам уже отчитываетесь в 2022 году за 2021 год до 15 апреля. Отчеты можно уже отправлять с января месяца 2022 года. Так. И кроме того, в случае изменения адреса организации или руководителя в течение 3 рабочих дней должны нас уведомлять и отправлять документы для внесения сведений в ЕГРУ, Единый государственный реестр юридических лиц. Так, ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Благодарим. И, наверное, может быть, мы в чат, вы сможете, Саина, написать номер телефона. А вот есть, да? Вот есть. И номер телефона бы нам указать еще. Может быть, не успели коллеги записать. Вот, отлично. Да, Спасибо большое. Спасибо большое, но я попрошу вас тоже не отключаться, потому что мы сейчас переходим к ответам на вопросы, и я попрошу коллег, сегодня вопросы были в чате или нет, мне направить. И один из первых вопросов, который поступил вчера, как зарегистрировать НКО или ТОС, и, в принципе, сейчас уже мы, можно сказать, ну, развернуто получили ответ на этот вопрос, но кто задавал его или, возможно, еще мы не все нюансы, да, не весь алгоритм раскрыли, я попрошу прямо сейчас в чате написать, потому что есть возможность получить информацию от экспертов, от юристов. Да, то есть на данный момент, и насколько мне известно, 4 или 5 юристов у нас присутствуют на нашей площадке. Еще один вопрос: как может помочь жителям муниципалитет при создании ТОС? И здесь, возможно, это вопрос к юристу окружной администрации. Как могу сказать, что консультацию по созданию некоммерческой организации и территориальному общественному самоуправлению вы однозначно можете получить информацию у нас в едином ресурсном центре. Я попрошу в чат сейчас все наши координаты закинуть. Сейчас на площадке присутствует Едреев Вячеслав. Вы многие его знаете. Это наш юрист-консультант Единого ресурсного центра, также с опытом работы в Минюсте.
управления РСЯ Минюста РФ. И, значит, точно это к нам. У нас происходят и проходят вебинары, семинары и консультации онлайн-оффлайн по предварительной записи через наш портал. Ну вот, сможем мы ответить на вопрос, как может помочь жителям муниципалитет при создании ТОС? Каким-то образом консультацию в каком кабинете. Вчера нам сказали, что теперь в ведении Департамента развития территорий, да, правильно я понимаю, находится в ведении создания и развития территориальных общественных самоуправлений. И к кому обращаться, кто может проконсультировать, номер телефона, наверное, нам было бы сейчас неплохо получить. Кто у нас может ответить на этот вопрос, коллеги? Кому-то подключить микрофон, может быть? У всех подключен? Я попрошу сейчас подключиться сотрудников окружной администрации, потому что следующий вопрос, он вот о чем. Как можно упростить процедуру оформления ТОС именно в городе Якутске? И как можно окружной администрации совместно с Якутской городской думой отработать совместно границы ТОС, как это происходит в других регионах, для того, чтобы нам все-таки этот вопрос с регистрацией решить. Вот такие вопросы. Кто у нас отвечает? Добрый день. Добрый день. Станислав Григорьевич Слепцов, начальник департамента по работе с территориями. Очень приятно. Прошу прощения, у меня тут ремонт идет, да, поэтому не очень слышно было и связь пропадает. Ну да, Так. действительно, мы будем оказывать методическую помощь при создании ТОСов. Плюс также дорожная карта сейчас разрабатывается, да. Туда мы попросили, чтобы включили юрист-консульта с правового департамента. Поэтому, я думаю, мы совместными усилиями все равно будем оказывать помощь нашему населению в целях формирования ТОСа. В основном, конечно, у нас занимается в управах. Но вот система какая у нас будет? Если кто-то из населения хочет создать ТОС, он обращается в свою управу. И управа, там уже у них есть конкретно дорожные карты, как это сделать, и они все это помогут. В том числе и они могут подойти к нам, мы тоже окажем всю методическую помощь. Сейчас просто у нас ДРТ был создан в августе, но фактически мы штаты набрали только с 1 ноября. Поэтому у нас вновь созданное предприятие, в основном мы являемся ГРБС по 8 управам. То есть главный распределитель бюджетных средств. У нас в основном работают финансисты. Но мы от помощи не отказываемся, все равно мы методическую помощь в любом случае будем оказывать населению и тем, кто к нам обратится. Сейчас мы ждем утверждения дорожной карты, где там все расписано. Части регистрации уставов, сопровождения и так далее. Ну, плюс управы тоже все помогать будут. Отлично, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, номер кабинета и номер телефона, наверное, куда можно обращаться, чтобы ответы получить на свои вопросы. Кабинет 211. Номер телефона у нас стационарный пока только один. Это 40 88 48. После Нового года у нас уже отдельные номера будут. Мы на сайте окружной администрации, скорее всего, разместим все это. Пока у нас только один стационарный на весь департамент. Ну и плюс в кабинетах ремонты идут, поэтому пока 211 кабинет. 211 кабинет, отлично. Ленина 15. Ну и плюс по управам тоже, ну все знают, где находится. Тоже туда же могут обратиться.
Хорошо, спасибо большое. Получается, что у нас ответы на вопросы получены, можно сказать, все вчерашнего дня. Здесь был такой вопрос, я так понимаю, как получить поддержку при строительстве социального объекта и пансионата. Ну, он не совсем, конечно, связан с ТОСом, но в том числе и, как мы вчера увидели, в Ульяновске пансионаты, да, и поставщики социальных услуг являются ТОСами в том числе. Там у них больше десятка уже. Ну, здесь поддержка, я даже не знаю, кто сможет ответить на этот вопрос, и могу предполагать, что это может быть государственно-частное партнерство. Что касается некоммерческих организаций, если это некоммерческая организация, то строительство, получить кредит в банке практически невозможно, к сожалению. А если это коммерческая организация, то там совсем другие правила игры. Но пока, насколько мы знаем и насколько мы помогаем поставщикам социальных услуг, допустим, есть такая организация, общественная организация «Алмаз», которая является реабилитационным центром для наркозависимых и бывших осужденных. Мы пытались им помочь получить кредит на строительство реабилитационного центра, пока вот не вышло. Здесь есть некие преграды именно для некоммерческих организаций, для коммерческих таких вопросов не существует, да. И вот, Вячеслав, я хочу, чтобы вы прочитали сейчас в нашей группе вопросы сформулированы. Будьте любезны, ответьте на них, пожалуйста. Это вопросы, которые сегодня поступили. Добрый день, разрешите? Да, добрый день. Меня зовут Светлана, я хочу обратиться к нашим участникам из других регионов, если они сейчас у нас на связи. Я хочу, чтобы все-таки они рассказали, каким образом они регистрировали ТОС без образования, без регистрации в налоговом органе, как некоммерческую организацию. Почему? Потому что мы понимаем, что основная сложность как раз именно в этом. Как только граждане понимают, что им нужно регистрироваться как юридическое лицо с последующими отчетностью и прочее, вот тут как раз точка преткновения. Но я услышала у наших докладчиков, что многие без образования юридического лица. Вот, пожалуйста, кто-то из них пусть нам вот сейчас, если смогут, ответят. Спасибо. Да, коллеги, у нас кто-нибудь есть еще на связи? Я знаю, что многие отключились, но если кто-то есть, Пермь точно отключилась, Волгоград я не вижу. Скорее всего, наши эксперты отключились, потому что у них там параллельно еще другие площадки и так далее. Без образования, может быть, пока наши коллеги смогут ответить, юристы Минюста и Единого ресурсного центра, что нужно, чтобы зарегистрировать ТОС без образования юридического лица? Здравствуйте, меня зовут Ядреев Вячеслав, юрист Единого ресурсного центра. Меня слышно? Слышно, Вячеслав. Для того, чтобы зарегистрировать ТОС, просто создать ТОС без регистрации юридического лица, нужно обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления. В нашем случае это, наверное, окружная администрация города Якутска. Вот только что мы слышали информацию представителя окружной администрации, что там готовится регламент, чтобы полностью описать, да, порядок регистрации. Тем не менее, вы должны будете предоставить протокол, устав, возможно, заявление, я не знаю, вот в произвольной форме, либо есть какая-то специальная форма у них, и подать эти документы вот в уполномоченный орган местного самоуправления. До этого еще нужно сказать, что необходимо утвердить границы ТОС. Это уже представительный орган местного самоуправления. В нашем случае, если мы берем город Якутск, то Якутская городская дума, то здесь тоже возникает вопрос, как это подается отдельным заявлением, либо можно в один кабинет все документы занести. Тут нужно будет уже уточнять у окружной администрации.
Да, смотрите, вы единый ресурсный центр республики, правильно? Да, да, да. Да, вы в этом вопросе, ну, так скажем, разбираетесь очень хорошо и в полном объеме, да, по всем нюансам, юридическим тонкостям. Ну, не совсем. Ну, то есть, если вы на уровне республики работаете, соответственно, к вам уже обращались граждане, которые пытались или уже зарегистрировались создать ТОС. Правильно? Да, к нам в единый ресурсный центр обращались в основном из районов республики. И дело в том, что из районов, которые к нам обращались по практике, они уже проходили первый этап регистрации, то есть они уже проходили на местах у себя создание ТОС. То есть когда они уже обращались, у них был зарегистрирован этот устав. И мы уже им помогали. Иду все-таки к тому, как без регистрации в налоговом органе можно создать ТОС. Вот про что речь. А вы находитесь на территории города Якутска или в муниципалитете? Города Якутска, да, совершенно верно. Город Якутск, да? Да, да. То есть такой практики в республике не было. Все ТОС, которые у нас существуют в республике, они с образованием юридического лица. Вячеслав? Нет, я вот хочу это единого ресурсного центра услышать. Так вот, это наш юрист и есть единого ресурсного центра. Да. Но у меня такой информации нету, сколько у нас созданных ТОС. К нам по такому вопросу в основном не обращаются, нам обращаются в основном для того, чтобы зарегистрироваться в качестве юридического лица. То есть для того, чтобы подать уже в Министерство юстиции. В основном мы работаем и помогаем в том, чтобы зарегистрироваться в Министерстве юстиции. Светлана Александровна, здравствуйте. Трофимова Елена Валентиновна, заместитель начальника правового департамента. Можно уточнить, что значит, вы имеете в виду, наверное, вот регистрацию ТОСов именно уже в Минюсте, как юридического лица, как некоммерческой организации? Смотрите, вот да, этот момент вы уточняете. Да, я просто от наших коллег из других регионов слышала, да, очень многих, что... Меня слышно? Да, конечно, я вас... Слышно меня? Меня слышно? Сейчас слышно. Сейчас да, слышно. смотрите, у меня я так понимаю, меня не слышно. Нет, я вас слышала прекрасно, да. Коллеги наши из других регионов проговаривали, что у многих из них существовал ТОС без регистрации в налоговом органе. Аню Бушеву включи. Сейчас мы подключим, давайте подключим Иркутскую область. Иркутск. Да, у нас на проводе есть, оказывается, эксперт Анна Бушева, которая сейчас нам постарается ответить. Коллеги, добрый день. Я так поняла, что вас интересует вопрос, как создать ТОС без юрлица, правильно? Да, совершенно верно. Смотрите, вы идете в свое муниципальное образование, вам нужна инициативная группа в составе не менее 3 человек. Вы в произвольной форме подаете заявление, допустим, 3 человек, мы хотим создать ТОС, и предварительно устанавливаете границы. Границы должны быть, запомните, непрерывными. Неважно, будет это ТОС 1 дома, ТОС 3 домов, ТОС 5. Или вы возьмете многоэтажные, многоквартирные дома, это может быть целый микрорайон, где 25 тысяч человек проживает. Но линия не должна идти, допустим, начало улицы и конец. Если она идет, она у вас должна быть непрерывная. На карте, пускай круглая, овальная, треугольная, но линия должна быть непрерывная. В границе ТОС вы можете взять все, что вы хотите. Там могут входить садик, библиотеки, школы, не знаю, там ДК, все. Вы устанавливаете свои границы, подаете в муниципалитет. Если муниципалитет вам утверждает, смотрит, что у вас на этой территории нету ТОСа, потому что 2 ТОСа, они не могут пересекаться. Мало ли, вы захотели создать ТОС в целой улице, а у вас на конце улицы уже ТОС есть, просто вы о нем не знаете. Муниципальное образование вам дает добро, что здесь нету ТОСов, улица ваша, как сказать, непрерывная, все у вас уходит.
И вы должны собрать конференцию, на которой должны присутствовать все жители старше 16 лет. Чтобы вам это узнать, вы тоже запрашиваете, ну, везде по-разному, где-то через паспортный стол запрашивают, где-то через муниципалитет, именно проживающих на этой территории жителей старше 16 лет. Если у вас там будет, допустим, проживать, ну, берем, ну, 1000, да, чтобы было понятно в цифрах, то у вас должно быть на собрании, вот здесь вот врать не буду, то ли 70%, то ли 50%, потому что сама давно вот в эти нюансы не заглядывала, на конференции присутствовать. И на конференции вы уже под протокол проводите собрание, где у вас указывается, что да, мы согласны ТОС, да, мы согласны под протокол обязательно, что это будет Мария Ивановна, которую вы выбрали, что жители не против. И когда все жители говорят, да, все в письменном виде, вы уже уносите в муниципальное образование свое и показываете, жители не против, выбрали Марию Ивановну, она будет нашим председателем, отвечать за нашу там 1000 человек вот в этой территории. Как-то кратко То так. есть, смотрите, эта процедура понятна, дальше непонятно. То есть без образования юридического лица как такового, жители, создавшие данный ТОС, они также могут заявляться в программах и получают, собственно говоря... Смотрите, если есть программа на муниципалитете, да, вот я говорю наш опыт от города Иркутска, Иркутской области, если есть в муниципальном образовании программа для именно где... есть там для ТОСов, там некоммерческий сектор, нет, некоммерческий тоже будут юрики, то там можно участвовать. Очень много муниципалитетов, где нет программ, где они их не создавали. И если этой программы нет, вам негде будет участвовать. Вот у нас, допустим, при Иркутской области на региональном уровне только один областной конкурс ТОС, про который сегодня рассказывала Ирина, и все. Остальные вот где-то в маленьких муниципалитетах есть заложенные программы, у всех по-разному. У кого-то 5000 выигрышные, а у кого-то 50. Если муниципальное образование себе завели эту программу, можно участвовать. Если нет, то тогда, как сказать, участие ограничено. Тогда вот поэтому создаются юрлица, где можно участвовать уже абсолютно в любом конкурсе, в котором вы захотите. Да, смотрите, ну вот на вашем замечательном опыте, ну, собственно говоря, и на нашем некотором отрицательном опыте, как только люди начинают узнавать, что им надо регистрироваться в качестве юридического лица со всеми вытекающими последствиями, у людей сразу пропадает инициатива. Поэтому вот на первом этапе, конечно, надо создавать такие ТОСы, которые без образования юридического лица. А после того, как люди поймут преимущества такого объединения, в дальнейшем уже правильно, как кто-то из вас говорил, что да, действительно, дальше второй этап – это создание юридического лица. Коллеги, здесь я хочу сказать, что это зависит от именно уровня поддержки, да, на муниципальном уровне. Но в городе Якутске вчера заместитель главы нам говорил о том, что разработан план мероприятий по развитию ТОС, да, и речь идет о предусмотрении финансирования. Сейчас могут как раз коллеги из окружной администрации прокомментировать финансирование из бюджета городского округа для ТОСов. И я так понимаю, что речь идет именно для юридически зарегистрированных ТОСов. Но есть еще такая форма поддержки, инициатив, и вы наверняка, как горожанин, знаете, с 2014 года существует эта мера поддержки, она называется «Народный бюджет». И вы можете, как инициативная группа, подать, как стартап, как физлица, как незарегистрированный ТОС, вы можете подать на этот конкурс свой проект. Это и будет вашей проверкой, и, с одной стороны, проверкой вашей команды, да, ТОС вы, действительно этот проект актуален и так далее. И в случае успеха вы можете, как группа лиц, получить грант именно как физлица. Это вот зависит от такой меры поддержки. А на уровне региональном у нас, к сожалению, отсутствует такого конкурса для физических лиц, что было бы классно, да, и коллеги тоже говорили, что хотят, чтобы такой конкурс был в регионах. Мы тоже за это ратуем, неоднократно писали письма о том, чтобы такой конкурс был, но сейчас пока только для юридически зарегистрированных ТОСов есть направление в рамках получения грантов главы Республики Саха-Якутия. Пока так. Да, спасибо. Коллеги, спасибо, да, можно спасибо. минуточку? Да, давай. Я вот как раз вчера говорила, и мои коллеги сегодня говорили, вот у нас, если муниципалитеты заинтересованы, да, в привлечении средств, они поняли, что на территорию
очень сложно привлечь средства, и что это можно делать через ТОСы. Они на себя сами берут всю отчетность. Сотрудники муниципальных образований с администрации, они берут отчетность на себя юридически, бухгалтерски. А если много ТОСов, то пошли по другому пути, вот про который сегодня рассказывала Инна, это создание ассоциации, куда вступают, и сотрудник именно муниципалитета также берет на себя всю эту отчетность, потому что люди, на самом деле боятся вот этой отчетности, и если муниципалитет заинтересован, он просто берет всю эту отчетность на себя. И говорили вчера. Спасибо большое, Анна, спасибо, что вы с нами на связи и прокомментировали, потому что, видите, сложности есть и в понимании, в алгоритме, и как вчера Ульяновск, да, показал там 163 зарегистрированные юридические организации, понятно почему, потому что они предоставляют бухгалтерские, юридические услуги на безвозмездной основе и за счет средств из бюджета. Вот. И здесь можно и нужно выходить с инициативой тогда от нас, от активных граждан, от некоммерческой организации, от единого ресурсного центра, выходить с инициативой, в том числе на город Якутск, о том, что нужны конкурсы для физических лиц, не зарегистрированных ТОСов, и что нам необходима вот экспертная поддержка, да, бухгалтерская, юридическая, для того, чтобы наши ТОСы не, развивались, не боялись и отправлялись в этот путь, в том числе и за грантами. Почему нет? Для привлечения ресурсов. В конечном итоге это для того, о чем мы второй день говорим, улучшения качества жизни в нашем городе. А еще вопросы, коллеги? То, что было про ответственного, уже ответили в мэрии Якутска, кто ответственен за организацию ТОС. Насколько реально мы ТОС можем использовать бюджет города для развития своих территорий. Но вот мы сейчас это обсуждаем. Если есть комментарии от окружной администрации, коллеги, эксперты, вот к нам выходила на связь правовой департамент, да, может быть, еще кто-то может. Если есть комментарии, будьте любезны, дайте нам, пожалуйста. Пока я могу, больше вопросов я не вижу. На данный момент я больше вопросов не вижу. Могу сказать, что все материалы, которые у нас имеют место быть по результатам двухдневной работы нашей школы ТОС, мы разместим на сайте, и он указан в чате. Возьмите все наши, кстати, координаты и обращайтесь, в том числе за консультацией в единый ресурсный центр. Материалы школы ТОС будут размещены на нашем портале. Запись ведется, она будет размещена на нашем YouTube-канале. Кто не посмотрел или перепросмотр сделать, или коллегам отправить ссылку и так далее, пожалуйста, используйте в своей работе. И есть еще вопросы, комментарии или ответы? И мы, наверное, будем завершать. Да? Ну, есть точки роста, есть над чем работать, есть перспективы развития. Мы услышали грандиозный опыт регионов. Спасибо всем экспертам, кто к нам присоединился. Благодарим организаторов и соорганизаторов. Нужно понимать, что эта школа стала реальной благодаря инициативе именно окружной администрации города Якутска. Благодарим экспертов управления Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия. И тоже нужно понимать, что действительно регистрация это не просто, но это важно. И мы услышали вчера от руководства города, что KPI, то есть есть индикатор 6 ТОСов создать юридически в ближайшие несколько лет, и мы видим, что дорожная карта в разработке и меры поддержки разрабатываются в том числе. Я надеюсь, мы в скором времени увидим прозрачный алгоритм, что зачем идет и как это будет в городе Якутске для облегчения участи всех тех, кто хочет быть активным, да, и решать на местном уровне, объединяться, решать проблемы и так далее. И хочется сказать, что я надеюсь, что эта школа будет не последней. Надеюсь,
надеюсь, что деятельность Единого ресурсного центра принесет еще свои плоды в плане того, что наши проекты, наши инициативы, наши идеи воплотятся в жизнь, а родятся ТОСы, зарегистрированные, незарегистрированные. Мы будем друг другу помогать в этом. Без консолидации усилий, о чем мы пришли сегодня к выводу, невозможно вообще достичь какого-то результата. Я всех благодарю. Спасибо за работу, было очень интересно. Спасибо за вопросы, четко поставленные. Надеюсь, что у нас их будет меньше. В следующей школе будем встречаться и будем делиться нашим опытом, где день варенья, где день соленья, где кто кому помогает. И давайте будем желать друг другу мира, добра, красоты, молодости и счастья. Всего доброго. Спасибо всем.